Так, уважаемые коллеги, лучше подержу. Уважаемые коллеги, мы готовы открыть наш республиканский форум «Система среднего профессионального образования в Республике Коми. Опыт, проблемы, тенденции развития». Сегодня с нами вместе работают представители системы среднего профессионального образования. Многие из них подключились к нам в режиме онлайн-трансляции. И мы рады присутствовать всех, кто собрался в нашей аудитории. Это учителя технологии города Сыктывкара в основном, да, и других муниципальных образований республики, которые приехали к нам на курсы повышения квалификации. Сегодня мы будем обсуждать вопросы, которые будут важны и для системы среднего профессионального образования, и, конечно, для системы общего образования, потому что именно в интеграции все наши возможности заложены. Сегодня, говоря о системе среднего профессионального образования, мы понимаем, что эта система призвана обеспечить экономику страны квалифицированными кадрами, соответствующим профессиональным образованием. Сегодня в системе СПО Российской Федерации функционирует более 3600 организаций, в которых обучаются более 3,3 миллионов обучающихся. Работает более 142 тысяч преподавателей и около 23 тысяч мастеров производственного обучения. При этом контингент обучающихся постоянно увеличивается. За 3 года произошел прирост на 400 тысяч студентов. Стратегия развития среднего профессионального образования нацелена на обеспечение экономики страны квалифицированными кадрами, формирование кадрового потенциала для реализации задач роста и повышения конкурентоспособности российской экономики. Основные направления развития системы СПО представлены на слайде. Прежде всего, как и в системе общего образования, это обновление содержания и технологий профессионального образования и обучения. Это формирование нового ландшафта сети организаций среднего профессионального образования. Это повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка, которая реализуется за счет федеральных проектов в сфере образования. Это проведение квалификации руководящего педагогического состава организации и приведение его в соответствии с современными требованиями к кадрам. Это развитие профессиональной соревновательности в системе среднего профессионального образования. Важной задачей является синхронизация системы подготовки кадров в СПО и кадровых потребностей экономики субъектов Российской Федерации. Результатом выступает подготовка кадров по тем профессиям и специальностям, которые являются востребованными работодателями на рынке труда региона, а в конечном итоге обеспечение адаптивности системы среднего профессионального образования к запросам экономики. Сегодня актуализируются федеральные государственные образовательные стандарты, так же, как мы видим это и в системе общего образования. Актуализация стандартов проходит на основе обновленных проектов перечней профессий и специальностей. Новый макет федеральных государственных образовательных стандартов предусматривает широкую квалификацию, сжатие сроков обучения, введение дополнительного цифрового блока и блока по освоению основ бережливого производства. Модифицируется общеобразовательная подготовка на базе СПО. Теперь методики преподавания учебных предметов предусматривают интенсивную подготовку и профильную направленность, предполагают интеграцию с блоком профессиональной подготовки. Демонстрационный экзамен сегодня выступает новым механизмом, который обеспечивает объективную оценку достижения результатов освоения образовательных программ. На сегодняшний день более 100 федеральных государственных образовательных стандартов предусматривает уже проведение демонстрационного экзамена в качестве процедуры государственной итоговой аттестации. Важной задачей выступает обучение преподавателей и мастеров производственного обучения по практикоориентированным программам. В 2021 году запущен ежегодный всероссийский конкурс «Мастер года». В мае 2022 года пройдет очередной республиканский этап всероссийского конкурса в 2022 году. Одной из стратегических задач системы образования выступает создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Основными механизмами реализации выступает межведомственное взаимодействие через реализацию национальных проектов России в регионе, а также в рамках региональной программы воспитания, через нормативно-правовые акты,
реализующие работу со студентами, родителями, привлечение предприятий, организации культуры, спорта и региональный план мероприятий по реализации стратегии воспитания до 2025 года. Конечно, важным механизмом является поддержка педагогов через повышение квалификации, наставничество, выплаты кураторам за классное руководство, формирование регионального банка кейсов, модели воспитательной работы, лучших практик, новых форм и технологий инновационного педагогического опыта в сфере воспитания, мониторинг ведения рабочих программ по воспитанию и другие направления работы. Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года основной целью профессионального образования провозглашает подготовку квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов. Сегодня в системе профессионального образования Республики Коми 32 организации осуществляют обучение по программам среднего профессионального образования в 12 муниципальных образованиях и в том числе в 5 сельских поселениях. В организациях Республики Коми реализуется 141 направление подготовки, в том числе 49 направлений по подготовке квалифицированных рабочих и служащих и 92 направления по подготовке специалистов среднего звена. В республике широко используются возможности привлечения работодателей, в частности, на основе социального партнерства. Вот на данном слайде представлены основные направления данного партнерства. Это заключение договоров на подготовку кадров. Это подготовка и переподготовка специалистов по дополнительным профессиональным образовательным программам. Это вовлечение работодателей в образовательный процесс, в частности, при работе в итоговых аттестационных комиссиях, в конкурсах профессионального мастерства, участие в открытых уроках и мастер-классах. Это, конечно, организация производственной практики на предприятиях и проведение разнообразных профориентационных мероприятий, в которые включаются и общеобразовательные организации республики. Помимо обучения граждан по программам среднего профессионального образования на базе профессиональных образовательных организаций Республики Коми проводится профессиональное обучение граждан как по собственному желанию, так и по направлению центров занятости. А с 2020 года реализуется на уровне республики профессиональное обучение школьников. В текущем учебном году 620 школьников получают рабочую специальность в 13 профессиональных образовательных организациях по 14 направлениям. Сегодня в республике сформирована многоуровневая модель управления внедрением программ воспитания в среднем профессиональном образовании. На республиканском уровне сформирована региональная программа развития воспитания и план мероприятий по реализации на 2021-2025 годы стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в реализацию которой включаются все образовательные организации республики. Проводится мониторинг внедрения программ воспитания на всех уровнях образования. Организуется повышение квалификации педагогических работников. И также мы организуем серию мероприятий в рамках системы неформального образования. Это семинары, мастер-классы, кейсы, профессиональные конкурсы. Уважаемые коллеги, сегодня вас ожидает насыщенная программа. Это республиканский хакатон, интеграция ресурсов национального проекта образования в деятельность образовательных организаций «Точка роста. Возможности развития и перспективы», в рамках которого пройдут семинар «Профессиональная ориентация, профессиональное обучение школьника. Возможности и опыт взаимодействия» и семинар «Формирование компетенций педагогов» по программе центров «Точка роста», IT-Куб, «Кванториум», открытых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. 26 апреля вы можете принять участие в стратегической сессии «Современная система воспитания в организациях среднего профессионального образования. Направление, состояние и перспективы», в рамках которой пройдут также два трека. Трек «Инновационные и современные воспитательные технологии в профессиональном образовании» и трек «Развитие воспитательного потенциала учебных дисциплин и практической подготовки». Эти мероприятия пройдут на базе Сыктывкарского педагогического гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова. И 27 апреля наш форум завершится молодежным нетворкингом «Моя профессия в бизнесе. Треки профессионального и личностного роста» на базе Коми Республиканской академии государственной службы и управления. Пройдут мастер-классы, также вы можете принять в них непосредственно очное участие. И пройдет площадка для подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными образовательными профессиональными стандартами. Мастер-классы в мастерских вас приглашает Сыктывкарский медицинский колледж. Вот такая насыщенная программа нашего форума. И мы начинаем работу непосредственно нашего республиканского хакатона.
Итак, представим участников нашего первого мероприятия в рамках хакатона республиканского. Семинар «Профессиональная ориентация и профессиональное обучение школьников. Возможности и опыт взаимодействия». О профессиональном обучении школьников, о моделях и механизмах расскажу вам я, Габова Марина Анатольевна. Далее мы пригласили Надежду Леонидовну Турову, заместитель директора по производственному обучению Коми республиканского агропромышленного техникума имени Оплесина, которая представит нам практику работы образовательной организации, в том числе и по профессиональному обучению школьников по востребованным профессиям. Ирина Дмитриевна Новикова, заведующий кафедрой естественно-научного образования Коми республиканского института развития образования, который является региональным координатором онлайн-школы «Точка роста», расскажет нам о возможностях профессионально ориентированной деятельности обучающих с использованием ресурсов Центра образования «Точка роста» технологической и цифровой направленностей. И завершит работу нашего семинара до обеда Светлана Васильевна Смирнова, директор ключевого центра развития детей Дом научной коллаборации имени Витязевой, которая представит возможности профессиональной ориентации школьников в условиях современного дополнительного образования. Я думаю, что тема актуальна для всех, и для тех, кто подключился к нам в режиме онлайн, и для тех, кто присутствует сегодня в нашей аудитории. Итак, коллеги, профессиональное обучение школьников, модели и механизмы. Начать, конечно, необходимо с тех тенденций, которые сегодня характерны для профессионального образования в целом. Да? Эти тенденции складываются под влиянием обязательности обучения работников, которая закреплена профессиональными стандартами. Повышается пенсионный возраст, да? Соответственно, необходимо расширить возможности для работников. Снижается несколько престиж рабочих специальностей, поэтому необходимо этот престиж подстегнуть, повышать. Да? Растет рынок онлайн-образования, соответственно, мы должны какие-то новые технологии внедрять в нашу деятельность по профессиональному обучению. Отдельные профессии устаревают, появляются новые профессии, но при этом стабильным остается спрос на повышение квалификации специалистов, в том числе обязательное обучение за счет предприятия. И наше государство, оно все-таки заинтересовано в синих воротничках, и поэтому профессиональное обучение, оно всегда будет поощряться. Некоторые тенденции профессионального образования обозначены на данном слайде. В 2015 году был утвержден план популяризации рабочих инженерных профессий, по которому проводятся конкурсы профмастерства, профориентационные фестивали, тематические конференции, экскурсии. А также через федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» осуществляется подготовка квалифицированных специалистов в сфере цифровых технологий. Кто-нибудь из вас в этом проекте принимал участие? Поинтересуйтесь. Сейчас запускается новый виток на 2022 год. Новые интересные программы в сфере IT-технологий. Часть стоимости обучения возмещается государством. В 2019 году стартовала программа, в рамках которой женщины и мужчины, которые не вышли на пенсию, могли бесплатно пройти повышение квалификации, освоить компетенции в рамках цифровой экономики. Но, в частности, я сама тоже прошла обучение по одной из таких программ совершенно бесплатно в рамках цифрового менеджмента в образовательных организациях. Интересный был курс. Ну, конечно, мы понимаем, что будет расти спрос на обучение для себя на различных онлайн-курсах, не только для получения новых знаний и умений в рамках существующей выбранной нами профессии, но и для расширения наших soft skills, гибких навыков, которые помогают быстро освоиться в любой сфере профессиональной деятельности. По расчетам экспертов, в топ-5 основных направлений, по которым россияне учились в 2019 году, входят прежде всего обучение иностранным языкам, маркетинг, коммуникации, продажи и реклама, IT, дизайн, менеджмент и управление. Но при этом мы с вами видим, что рынок профессий он постоянно меняется. Какие-то профессии ушли уже в небытие, да, например, фонарщики, извозчики, чистильщики обуви. Другие уже находятся на грани исчезновения из-за того, что процессы цифровой трансформации происходят в нашем обществе. Ну и прогнозируется, что к 2030 году 186 новых профессий появится, в том числе дизайнеры эмоций, кибертехники умных сред, игропедагоги, проектировщики домашних роботов и другие. Ну и, конечно, мы понимаем, что только отлаженная система профессионального образования и наше с вами личное стремление к профессиональному росту будут способны обновить этот рынок профессий и ускорить развитие общества. Известно, что формирование ценностных ориентиров, как устойчивое образование личности, способствующее восстановлению мировоззрения и отношения к окружающей действительности, осуществляется именно в подростковый период.
И основным новообразованием в этом возрасте, мы с вами помним, да, является жизненное самоопределение и осознание своего места в будущем. Такое профессиональное самоопределение, выбор профессии, пути достижения занимает одно из ведущих мест в структуре самосознания личности в этот возрастной период. Ну и если это самосознание, самоопределение не произойдет в самый благоприятный для этого период, а именно подростковый, то это может привести в дальнейшем к кризисным процессам уже на следующем возрастном этапе в юности. Поэтому опора выстраивания работы с подростками на удовлетворение их актуальной потребности в профессиональном самоопределении может для нас открыть дорогу для решения проблем в усвоении норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками, сформировать мотивационную готовность к учебной деятельности. Та система профессионального обучения обучающихся, которая сформировалась в Республике Коми, охватывает обучающихся 14-18 лет и прежде всего направлена на реализацию задач в рамках национальной цели возможности для самореализации и развития талантов. Профессиональное самоопределение в процессе воспитания и обучения может быть реализовано через следующие механизмы, которые на слайде представлены. Это различные открытые онлайн-уроки, которые мы реализуем с учетом опыта цикла открытых уроков в рамках проекта «Проектория» федерального проекта. Участвуйте с ребятами в открытых уроках. Участвуйте, замечательно. Это представление рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Участвуем, замечательно. Это предоставление обучающимися возможности одновременно с получением среднего общего образования получить и профессию, да, то есть профессиональное обучение, которое мы реализуем непосредственно в рамках образовательной организации. И, конечно, это предоставление обучающимися возможности осуществить профессиональные пробы. Несколько слов о реализации проекта «Билет в будущее» в республике. Мы говорим о том, что целью проекта «Билет в будущее» является формирование осознанности и готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 6-11 классов. И в 2021 году участниками данного проекта стали 1244 обучающихся из общеобразовательных организаций Республики Коми. Региональным оператором проекта выступает Сыктывкарский политехнический техникум. Основные достижения данного проекта. Да, участниками проекта «Билет в будущее» выступает 19 организаций среднего профессионального образования и 1 филиал в качестве площадок для организации профессиональных проб. И 65 общеобразовательных организаций принимают участие в мероприятиях данного проекта на базе организации среднего профессионального образования. Попробуйте найти свою школу. Нашли? Замечательно. Профориентационную онлайн-диагностику прошли более 2500 обучающихся. 141 профориентационный урок был проведен. В этих профориентационных уроках приняли участие 3209 обучающихся. 158 профессиональных проб проведено на базе организации СПО. 32 педагога-наставника прошли повышение квалификации. И на платформе «Билет в будущее» зарегистрировано больше 4000 обучающихся 6-11 классов. Как же развивается система профессионального обучения школьников старших классов? Сегодня мы с вами знаем, да, что Трудовой кодекс разрешает ребятам работать уже с 14 лет. Проводился опрос в ЦИОМ, который показал, что 83% россиян поддерживают эту норму, и 80% хотели бы, чтобы их дети получили первый трудовой опыт в таком возрасте. Школьники с этим, конечно, тоже согласны. И 44% ребят говорят о том, что вот это желание устроиться на работу, оно связано со стремлением получить первый опыт для будущего трудоустройства. И главный мотив для этих ребят – это желание быть взрослым, желание помогать своей семье. Учитывая возрастную группу обучающихся, которые получают рабочую профессию параллельно со школой, образовательные программы профессионального обучения, конечно, направлены на максимальную доступность, наглядность и практическое применение изучаемого материала. Это позволяет освоить необходимые навыки для выполнения конкретной трудовой функции. Вопрос организации профессионального обучения обучающихся общеобразовательных организаций Республики Коми в рамках реализации стратегии социально-экономического развития республики на период до 2035 года является одним из приоритетных и реализуется через раннюю профессиональную социализацию лиц в возрасте до 18 лет, через формирование положительной мотивации к получению профессионального образования и профессий, гарантирующих трудоустройство, через создание условий для непрерывного профессионального роста, социального партнерства по вопросам обучения рабочей профессии,
через обеспечение занятости обучающихся старших классов во внеурочное время. Профессиональное обучение – это начальная ступень профессионального образования. Она направлена на подготовку квалифицированного рабочего или служащего. Согласно статье 73 Закона об образовании в Российской Федерации, профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, с конкретными технологиями, с аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, а также получение этими лицами квалификации по профессии рабочего или по должности служащего, присвоение им при наличии квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего, причем без изменения уровня образования. И сегодня обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования, то есть в школе, да, и образовательных программ среднего профессионального образования предоставляется бесплатно. И вот в данном случае мы видим такую схему, да, по которой осуществляется профессиональное обучение. Обучающиеся 10-11 классов, осваивающие программу среднего общего образования, получают свидетельство о профессии, с которым дальше уже могут устраиваться на работу. Предоставление профессионального обучения в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования осуществляется, конечно, при наличии необходимых условий. И эти условия могут быть созданы как самой образовательной организацией, то есть непосредственно школой, которая реализует программу среднего общего образования, так и с использованием ресурсов других организаций, осуществляющих образовательную деятельность посредством сетевой формы реализации образовательных программ. И в таком случае в реализации программы с использованием сетевой формы могут участвовать профессиональные образовательные организации, в которых создана необходимая инфраструктура для реализации части такой программы и обеспечивающая прохождение профессионального обучения. Вот на данном слайде представлены основные модели профессионального обучения. Это профессиональное обучение на базе профессиональных образовательных организаций, которые в нашей республике осуществляется. Это профессиональное обучение на базе муниципальных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам профессионального обучения. Тоже это у нас в республике осуществляется. Профессиональное обучение на базе учреждений дополнительного образования. Ну и в меньшей степени у нас осуществляется профессиональное обучение на базе учебных центров, я имею в виду именно для школьников. Модель профессионального обучения школьников на базе техникума или колледжа требует, конечно, наличия определенных условий. Это обязательно должна быть лицензия на профессиональное обучение у техникума либо колледжа. Это наличие материально-технической базы для обучения профессии, наличие технических кадров, которые имеют необходимую квалификацию. И здесь возможно два варианта этой модели, когда в первом случае обучение осуществляется за счет уроков технологии или часов на внеурочную работу, предусмотренных во ВГОС общего образования. Осуществляет эту деятельность преподаватель техникума или колледжа, который оформлен по совместительству в школе по договору ГПХ. И в этом случае финансирование идет за счет тех средств, которые выделяются школе. Во втором случае обучение осуществляется вне рамок ВГОС основного общего образования как дополнительная программа профобучения. И здесь уже финансирование осуществляется за счет средств, которые выделяются непосредственно техникуму или колледжу. Вторая модель предполагает профессиональное обучение школьников на базе школы. Здесь тоже необходимо соблюдать ряд условий. Это наличие лицензии на профессиональное обучение уже у школы, наличие в школе материально-технической базы для обучения профессии и наличие педагогических кадров необходимой квалификации. При этом финансирование идет за счет средств, выделенных в школе. Какие профессии школьники могут осваивать? Перечень профессий определяется, перечень профессий рабочих должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, но при этом есть определенные ограничения. Да? То есть запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах и на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. Соответственно, по этим видам профессий обучение не осуществляется. Ну, в чем же интерес школьников и родителей в профессиональном обучении? Прежде всего, конечно, в том, что ребенок получает и основное общее, среднее общее образование, и приобретает одновременно профессию. И, выходя из школы, он имеет и аттестат о среднем общем образовании, и свидетельство о полученной профессии рабочего, служащего с присвоением квалификации. Ну, а мы с вами знаем, да, что чем раньше ребенок определится с профессией, тем более прочным будет его социальное положение. Где ребенок может применить полученные знания? Ему, конечно, не обязательно еще, обучаясь в школе, искать постоянную работу. Но он может устроиться на сезонную работу, да, может в качестве ученика
помощника рабочего или мастера замещать работника во время сезона отпусков, выполнять разовые поручения работы. Конечно, такой приобретенный практический опыт, он для ребенка является бесценным. А как фактически осуществляется обучение? Да? Может быть предложена вот такая модель модульной организации обучения, когда учебный план состоит из нескольких модулей. И старшеклассник последовательно изучает конкретные модули, которые составляют полноценную программу обучения выбранной профессии. При успешном освоении каждого модуля обучающийся получает сертификат, свидетельствующий о качественном изучении пройденного материала. Далее сдает серьезный квалификационный экзамен, который состоит из теоретической части, из практической части, демонстрирует освоенные компетенции и получает свидетельство с указанием полученной рабочей профессии. Ну, вот, например, да, учебный план по программе «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», включающий около 600 учебных часов, включает такие модули, как автоматика, робототехника, проектирование, юный дизайнер и другие. А по профессии водителя автомобиля учебный план состоит тоже из нескольких модулей. Юношеская автошкола, автодело с автомобилем на «ты», диагностика автомобиля и другие. Такая модульная организация, она, конечно, очень эффективна, она гибка, мобильна и позволяет учитывать требования времени, перестраиваться при необходимости, вносить изменения, оперативно отрабатывать новые знания и умения и навыки. Что ребятам облегчает обучение профессии рабочего и должности служащего? То, что ребенок может проходить модули в том порядке, в котором ему удобно. Можно обучаться в дистанционной форме по некоторым программам. Можно изучить не все модули, можно изучить только те, которые необходимы в данный момент ребенку. Ну и, конечно, тогда свидетельство он не получает, на экзамен он не выходит, но, тем не менее, сертификат об освоении каждого конкретного модуля он может получить. В профессиональном обучении используются 3 основные группы методов. Это методы обучения на рабочем месте, демонстрация, наставничество, кураторство, рабочие ротации. Это методы обучения на рабочем месте или вне его, активное обучение, профессиональный инструктаж, самостоятельная работа, разработка проекта. И методы обучения вне рабочего места. Известные нам лекции, диспуты, обсуждения, анализ конкретных ситуаций, ролевые игры и так далее. Каковы же основные перспективы развития профессионального обучения? Коллеги, вот в декабре, 30 декабря 2021 года в Закон об образовании внесены очередные поправки, дополнения, которые разрешают органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлять государственную поддержку профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах имеющих государственную аккредитацию образовательной программы среднего общего образования, реализуемую в муниципальных образовательных организациях. Да? То есть вот это финансирование, оно на уровне регионов теперь может предоставляться. Это большой плюс для нас с вами в развитии профессионального обучения. И сегодня российские школьники также могут бесплатно учиться программированию. В 2022 году будут доступны в удаленном режиме специальные двухгодичные курсы программирования в рамках федерального проекта «Кадр для цифровой экономики». Несколько регионов вошли уже в пилотные проекты, отрабатывают это. Ну, вот в ближайшее время будет объявлен набор на данные программы, и все пользователи, которые старше 16 лет, смогут получить дополнительное IT-образование за половину стоимости с помощью поддержки государства. Но кроме того, эти учебные курсы, которые будут запускать Минцифры, они будут доступны ученикам 9-11 классов после прохождения предварительного тестирования и станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Предполагается, что занятия будут проходить удаленно или очно по 2-3 часа 2 раза в неделю, и все расходы на обучение берет на себя Минцифры. Ведомство считает, что школьное обучение информатике дает только базовые навыки, а для изучения основ программирования школьной программы недостаточно. Именно поэтому предлагает дополнительно заняться таким вот самостоятельным освоением языков программирования с помощью обучающих курсов. То есть возможности для приобретения профессии у наших школьников имеются, подходы разные уже отработаны. И я далее хочу предоставить слово нашему гостю из Коми республиканского агропромышленного техникума имени Плеснина. Надежда Леонидовна Турова расскажет о том, как организуется профессиональное обучение в Коми республиканском агропромышленном техникуме. Немножко пошире возьму материал, потому как
не воспользоваться такой серьезной аудиторией было бы, наверное, не совсем правильно. Так, это я вам отдаю. Уважаемые участники форума, Государственное профессиональное образовательное учреждение Коми Республиканский агропромышленный техникум имени Николая Васильевича Оплеснина – это одно из старейших и единственное учебное заведение среднего профессионального образования Республики, ведущее подготовку специалистов для агропромышленного комплекса Республики Коми. Находится оно в селе Выльгород Сыктывдинского района. История развития техникума начинается с 22 года, когда по решению областного исполкома Коми СССР был открыт Усть-Сысольский двухгодичный сельскохозяйственный техникум. В октябре 2022 года наш техникум отмечает 100-летний юбилей, то есть мы ровесники нашей республики. В 2019 году техникуму присвоено название выпускника Героя Советского Союза Николая Васильевича Оплеснина. За почти вековую историю техникума было подготовлено более 40 тысяч специалистов. Среди из них известные в республике и за ее пределами ветеринарные фельдшеры, агрономы, зоотехники, технологи, юристы, бухгалтера, повара-кондитеры, техники-механики, трактористы и землеустроители. Коми Республиканский агропромышленный техникум включен в Национальный реестр и имеет свидетельство ведущее образовательное учреждение России. За успешную научно-исследовательскую деятельность удостоен 3 серебряных и 1 золотой медали Всероссийского конкурса «Мир молодости». Техникум – лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших СУЗов России». Под эгидой Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию награжден дипломом и золотой медалью «Европейское качество» в номинации «100 лучших образовательных учреждений СПО и ПО России». ГПУ «Крапт» является дипломантами в 6 номинациях республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми», проводимого в рамках программы «100 лучших товаров России». Через любовь к земле в будущее России. С таким девизом наш педагогический коллектив не останавливается на достигнутом, творчески работает над созданием современной эффективной модели образовательного учреждения с учетом требований к выпускникам, будущим специалистам в высоком профессиональном мастерстве, креативном мышлении, способным работать в команде и брать на себя ответственность. В настоящее время техникум представляет собой профессиональное образовательное учреждение, в котором имеются необходимые условия для успешной работы, отдыха и спортивно-оздоровительной работы. В техникуме среднее профессиональное образование реализуется по 9 специальностям и 4 профессиям по основным профессиональным образовательным программам базового уровня, из них по 3 профессиям и 2 специальностям из перечня ТОП-50 по наиболее востребованным новым и перспективным профессиям и специальностям: мастер слесарных работ, повар-кондитер, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, техническое обслуживание и ремонт систем и агрегатов автомобилей, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. В числе самых востребованных находится и специальность ветеринария, а также осуществляется реализация программ профессионального обучения. Среднее профессиональное образование реализуется в очной и заочной формах обучения на базе основного общего образования 9 классов общеобразовательной школы и среднего общего образования 11 классов общеобразовательной школы. Всего в техникуме обучается 710 студентов по очной и заочной форме обучения на базе техникума в селе Выльгород и 130 в Видинском филиале. Для организации учебного процесса в техникуме имеются учебные аудитории, современные учебно-производственные мастерские, компьютерные классы с доступом в интернет, селекционный зал, оснащенный компьютерной техникой и выходом в сеть интернет, библиотека с читальным залом, столовая, буфет, общежитие, фельдшерский пункт, актовый зал, спортивные игровые залы, открытый стадион, стрелковый тир, учебная ветеринарная клиника «Айболит», учебное тепличное хозяйство, гаражи, автодром. В 2018 году Коми Республиканский агропромышленный техникум стал региональной площадкой сетевого обучения по подготовке кадров по наиболее востребованным новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в области обслуживания и логистика, обслуживания транспорта и логистика. Слайды. На протяжении уже многих лет в техникуме ведется профессиональное обучение по адаптированным программам для лиц с ОВЗ и инвалидов.
окончивших коррекционные школы. Группы формируются в небольшом количестве, всего в пределах 12-15 человек. Срок обучения 10 месяцев, при недельной нагрузке 30 часов. Обучение организовано по программам «Повар», «Маляр», и последние 2 года мы ведем по программе «Цветовод». Для работы с обучающимися в этих группах закрепляются опытные мастера производственного обучения и педагоги. Следует отметить, что обучающиеся этих групп показывают хорошие результаты, в том числе участвуя в региональном чемпионате «Обилимпик» среди лиц ОВЗ. Профессиональное на базе обучения школьников 2017 года на базе ГПУ «КРАП» в целях обеспечения ранней профессиональной социализации обучающихся в общеобразовательных организаций Сыктывдинского и Сыльского районов организовано профессиональное обучение обучающихся 9 классов по программам профессиональной подготовки по профессиям слесарь по ремонту автомобилей, секретарь-администратор и повар. Обучение происходит на базе самого техникума ГПУ «КРАП» в селе Выльгард и в селе Вызинга. Обучение организовано по программам в 250 часов теоретических и практических занятий. Занятия проходят 1 раз в неделю в четверг, наиболее удобное для обучающихся время. Учитывая, что обучение школьников проходит уже 4-й год, то между управлением образования Сыктывдинского и Сысольского районов, администрациями школ выстроены очень интересные партнерские отношения, позволяющие решать оперативно все вопросы, связанные с организацией учебного процесса. Вот здесь вот на слайде у нас как раз прошлогоднее уже завершение обучения. Ребята сдают экзамен квалификационный по программе «Слесарь по ремонту автомобилей». Если в первый год были сложности с формированием групп из-за недопонимания, в первую очередь, родителей, тогда мы открывали по одной группе по каждой рабочей профессии. При этом выпуск составил в 2017 году 109 человек, в 2018 – 39, в 2021 году уже 88 обучающихся. И в мае месяце, в конце 30 мая у нас уже намечено вручение свидетельств о получении первой рабочей профессии ребятам, то мы ожидаем уже выпуск 115 человек. И сейчас по набору в 2021 году проблем никаких не было совершенно. Причем родители очень положительно отнеслись к тому, что школьникам нужно получать рабочую профессию. Предложенные нами направления подготовки и слесарь по ремонту автомобилей, и повар, и секретарь-администратор остались очень востребованными, и нам пришлось набрать поваров аж 3 группы. Дети с удовольствием ходят, занимаются. Выделенные средства республиканским бюджетом на материально-техническую базу и на реализацию данного проекта все, что необходимо, есть, и удовольствие от нахождения в техникуме в рамках получения первой своей рабочей профессии у ребят тоже есть. Им нравится к нам приходить, поэтому я надеюсь, что 2022 год не будет хуже, и мы опять встретимся со школьниками из села Вильгард. Это первая школа и вторая, мы их всегда очень ждем. Радует то, что по результатам обучения, те ребята, которые прошли обучение по рабочей профессии вот в течение вот тех лет, когда они к нам приходили, они ведь к нам потом приходят поступать на очную форму обучения. Те, кто учились на слесаря по ремонту автомобилей, уже подавали документы и попадали в группы мастер по ТО и ремонту машино-тракторного парка, мастер по ремонту автомобилей. И в любом случае это говорит о том, что то, что мы даем у себя в техникуме, как организуем процесс, довольно устраивает как родителей, так и обучающихся. И в обучении по рабочим профессиям есть большой смысл. Ну и в любом случае это большая профориентационная работа. Когда они к нам приходят и во время теоретического и практического обучения они знакомятся с самой системой обучения в системе СПО, им уже появляется интерес к тому идти или продолжать обучение в 11 класс, или прийти уже получать
первую свою рабочую профессию именно в те учебные заведения, которые дают и получать те специальности, которые сегодня предлагает система профессионального образования. Техникум является участником республиканского проекта «Билет в будущее», целью которого является ранняя профориентация, формирование осознанности и способности выбора профессиональной траектории обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций республики. В 2020 году в рамках проекта «Билет в будущее» в техникуме были организованы профессиональные пробы по компетенции эксплуатации сельскохозяйственных машин для учащихся Выльгерской школы номер 1. Придя к нам в мастерскую, ребята с большим интересом под руководством наставников выполняли задания на современной технике и оборудовании, а потом в школе с чувством гордости и профессионализма рассказывали сверстникам о данном событии. И в итоге половина из них опять пришла к нам учиться на технические специальности. Хотя представители школы нас предупреждали, что на пробы направлены ребята далеко не отличники в учебе и поведении. А осенью к нам на профессиональные проводы уже в 2021 году в рамках проекта «Билет в будущее» пришли городские школьники и попробовали себя в компетенции ветеринария. И опять профпробы прошли с успехом. Нам очень хотелось, чтобы к нам пришли ребята еще из сельских школ, но как-то так сложилось, что в Сыктывкаре был ориентир сделан на городские школы, и ребята из ближайших сельских школ не получили возможность прийти на профпробы, допустим, в наше учебное заведение. Нам важно, чтобы все-таки в наше учебное заведение, в нашу профессиональную образовательную организацию приходили ребята с сельских школ, потому что те специальности и профессии, которые мы ведем, они в обязательном порядке в основном важны для села. И возрождение села возможно только в том случае, если именно из сельской местности ребята будут приезжать к нам на мероприятия, которые мы проводим, а их немало у нас бывает, но поступить, обучаться по нашим специальностям им не всегда представляется возможным. И нередки случаи, когда ребята из села, планируя поступать и получить специальность ветеринарии, не добрав каких-то пару баллов, а вынуждены пойти обучаться по специальности эксплуатации сельхозмашин. Он не уходит из нашего техникума, он остается у нас и учится хорошо, и все в порядке, но остается у него осадок, что он не достиг поставленной цели, еще выходя из школы. Хочу подчеркнуть, что в техникуме в течение месяца в рамках профориентации приезжают 5-7 групп. Частыми гостями бывают школьники из Архангельской области. Ребята знакомятся с техникумом и оставляют свои отзывы и впечатления от встречи с нашим техникумом. Техникум сегодня это еще и центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции эксплуатации сельскохозяйственных машин, место проведения итоговой аттестации для обучающихся по специальности эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме того, ГПУ «Крапт» – это еще и площадка проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы Республики Коми» по компетенции эксплуатации сельскохозяйственных машин, регионального чемпионата «Обилимпикс» по компетенциям флористика и сетифермерства, где наши ребята занимают призовые места, место, где совместно с работодателями проводятся мероприятия, повышающие престиж профессий и специальностей, конкурсы, чемпионаты, ярмарки профессий и вакансий, дни карьеры. Более 300 студентов техникума, лауреаты и победители конкурсов профессионального мастерства «Волскилс Россия», всероссийских олимпиад, участники конференций и студенческих форумов, о чем свидетельствуют многочисленные победы и заслуженные награды. Уже на протяжении 7 лет обучающиеся техникумы активно участвуют в движении «Волскилс Россия». В региональном чемпионате молодые профессионалы Республики Коми, наши ребята добились немало побед. С каждым годом увеличивается количество компетенций, в которых мы участвуем. С 2019 года обучающиеся техникумы принимают уже участие в 7 компетенциях. Это поварское дело, хлебопечение, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, обслуживание грузовой техники, эксплуатация сельскохозяйственных машин и кузовной ремонт.
На открытом 6-м региональном чемпионате молодые профессионалы Республики Коми, обучающиеся ГПУ «Крафт», принесли в копилку 7 побед. Из них 2 золотые, 2 серебра и 3 бронзовые медали, соревнуясь в 7 компетенциях. И в 7-м региональном чемпионате 2021 года по этим компетенциям участники получили 6 медалей, 2 золотые и медальон за профессионализм. Являясь победителем регионального чемпионата по компетенциям эксплуатации сельскохозяйственных машин и обработка листового металла, наши ребята участвовали в отборочных соревнованиях в городе Ростов и Екатеринбург, отстаивая право участия в национальном чемпионате, и вошли в 10 лучших России. А после впервые наш студент Герман Владислав, в данном случае на экране, принял участие в национальном чемпионате в городе Уфа в 2021 году, заняв 7-е место по компетенции эксплуатации сельскохозяйственных машин. А еще техникум. Площадка для проведения чемпионата Обилимпик Делис СОВЗ по компетенции сити-фермерства. Для нас это новое направление, очень интересное, требующие много знаний в области флористики и выращивания овощных и цветочных культур в городской среде. Наши участники стали победителями в данных компетенциях и теперь готовятся к отборочным соревнованиям. Одним из главных традиционных направлений развития техникума является гражданско-патриотическое воспитание юношей и девушек. И здесь есть традиции, имеющие свою историю. Основой этой истории в 2017 году стали инициатива студентов, исследующих судьбы героев Великой Отечественной войны в студенческом краеведческом движении ВОСТом, создать на территории техникума аллею героев, земляков из Коми за подвиги удостоенных наград. Студенты, включаясь в систему патриотических инициатив, несут вахту памяти на аллее героев, участвуют в ежегодном автопробеге по местам боевой славы земляков, ленточной акции «Минута памяти», в сборе воспоминаний о родственниках участников войны для книги «Искры вечного огня», авторами которой являются наши педагоги и студенты в проекте «Герой» в рамках исследований по теме «Метка войны». В честь выпускника техникума, героя Великой Отечественной войны Николая Васильевича Оплеснина, чье имя было присвоено техникуму в 2019 году. Студенты активно участвуют в работе клубов и патриотических объединений, в военно-патриотическом клубе «Патриот», студенческой компании «Эмбург», в волонтерском движении «Добродей», ветеринарном «Вита», а также в спортивных клубах и секциях. И это еще далеко не все, о чем можно было бы рассказать о нашем Коми-республиканском агропромышленном техникуме. В завершение своего выступления хочу пригласить образовательные организации к сотрудничеству и совместной работе по профориентации школьников. Для тех, кто заинтересовался нашим техникумом, предлагаю зайти на наш сайт craft-rk.ru и посмотреть, как мы живем, что у нас интересного, как мы двигаемся вперед. На месте мы не стоим. Тех, кого... Ну, еще у меня с собой есть буклеты, я где-то на столе оставлю, потому что сегодня такой период, когда нужно знать, когда поступать, куда поступать и что предлагает образовательная организация. Будут вопросы? Пожалуйста. Мы благодарим Надежду Леонидовну за такое яркое выступление, представление действительно основных, важных сегодня в рамках нашего форума направлений работы Коми-республиканского агропромышленного техникума. И действительно, конечно, если вопросы у вас будут появляться, вы всегда можете обратиться, уточнить какие-то моменты и наметить пути взаимодействия. А мы продолжаем работу нашего семинара профессиональной ориентации, профессиональное обучение школьников, возможности и опыт взаимодействия выступлением Ирины Дмитриевны Новиковой, заведующего кафедры естественно-научного образования Коми-республиканского института развития образования. Ирина Дмитриевна, пожалуйста. Спасибо за предоставленное слово.
Итак, создание профессионально ориентированной среды в любой образовательной организации является очень важной задачей, и новые перспективы открываются в связи с тем, что в школах появляются новые так называемые субсидиарные сущности, точка роста, кванториум, IT-куб. И какую профессию будут получать выпускники школы, это задача не только образовательной организации. Над этой проблемой ломают голову сами учащиеся и родители. И всем нам известно выражение «100 дорог, одна твоя». Какая и насколько эта пословица или поговорка соответствует современным реалиям времени. Проблемы, которые вы видите на экране, они вечные, и также вечны проблемы, в силу которых учащиеся неверно выбирают свою будущую профессию. Или, например, следуют тому, что порой ассоциируют выбираемую профессию с любимым учебным предметом. Далее, возможно, что идут на поводу родителей, родственников, друзей. Вот куда друг пошел, туда и я пойду. Другая еще причина заключается в том, что порой выбирают профессию, как будто бы это пожизненное такое пристанище, и совершенно забывают вот как раз о том, что у нас цель образования меняется, не образование на всю жизнь. Вот я получила одну профессию и следую ей, но это хорошо. А если меняются реалии, что сейчас происходит, меняется социальная ситуация, политическая обстановка, меняется рынок труда, и тогда будет в ходу уже другой лозунг. Это лозунг образования через всю жизнь. Поэтому вот еще раз вернемся к тому пословице хорошо известной «100 дорог, одна твоя». А какая? Образование на всю жизнь или образование через всю жизнь. Далее порой идет несоответствие. Вот я хочу, могу ли я, а надо ли вот эту профессию получать, учитывая особенности современного рынка труда? Ну и вот, конечно же, формирование представления о рынке труда – это очень важно, и здесь вот как раз классные руководители, другие ответственные лица за профессиональную ориентацию, они должны проводить не только пробы хорошо, психолого-педагогическое тестирование, но также нужно знакомить с особенностями рынка труда, как самих обучающихся, так и их родителей. И вот вы уже успели прочитать о том, что одна из проблем заключается в том, что теоретические сведения по ряду специальностей, они устаревают с колоссальной скоростью. Пока бакалавр какого-то технического направления, он доучится до выпуска, за 4 года произойдет изменение в его компетенциях. И, конечно же, опять на первое место выходит лозунг «Образование через всю жизнь». И Марина Анатольевна уже говорила о том, что сейчас в эпоху цифровизации экономики огромное значение имеет овладение различными цифровыми компетенциями. И профессии, они меняются с колоссальной быстротой, востребованность их. И вот уже где-то говорят, вот к 2025 году исчезнут около 60 профессий, из которых, ну, например, такие вот интересные профессии, востребованные, как бухгалтер, ресепшн, так далее, библиотекари, архивариусы, машинисты товарного состава, то есть кассиры, продавцы штучных товаров, они могут просто исчезнуть. И мы знаем примеры, когда в зарубежных супермаркетах можно обойти все отделы и нигде не увидишь продавца. То есть идет все на самообслуживание. И у нас в крупных магазинах уже мы видим, что можно не стоять в очередь к кассиру, а подойти и обслужиться, как говорится, самостоятельно. Вот над этими уже особенностями и нужно задумываться. Да, есть профессии старожилы, которые
постоянно будут трансформироваться. Так, и к 2030 году появятся новые профессии, причем их будет больше, чем тех, которые исчезнут. Но мы сейчас не говорим о тех профессиях, которые носят такой творческий характер. Никуда не денутся парикмахеры, дизайнеры, швеи, которые занимаются индивидуальным пошивом. А швейное дело, основанное на на компьютерном раскрое материалов, это уже, как говорится, будет позапрошлый век. Происходит колоссальная профессиональная эволюция. Появляются новые профессии, которые даже порой я и выговаривать не буду. Так? Инженер по возобновляемой энергии, специалисты по робототехнике, они уже развиваются. Операторы дронов, операторы будут заменять какие-либо водители каких-либо транспортных средств. Далее профессии будущего, вот мы здесь вот можем обратить внимание. И, как видите, вот эти вот все профессии, они развиваются на стыке с информатикой, развиваются на стыке с цифровыми какими-либо компетенциями. Значит, вот среди вас есть люди, которые занимаются, есть педагоги, которые занимаются обучением детей вот различным цифровым таким вот штукам и формируют особые компетенции. И это имеет очень большое значение. Нужно в процессе уроков вот именно детям объяснять, а какое значение имеет то или иное умение, то или иное знание. Посмотрите, пожалуйста, что происходит также эволюция и профессий, которые когда-то были вообще далеки от техники. Это профессии биологические, медицинские направления, это гуманитарные направления. Ну вот тут вот, если почитать гуманитарные направления, то чего здесь только нет. Тренер творческих состояний, менеджер по кросс-культурной коммуникации, ну, игропрактик, понятно, разработчик интеллектуальных туристических систем, IT-евангелист, то есть пропагандист IT-технологий. Так, далее, медиаполицейский, например, организатор космического туризма и так далее. То есть вот профессий больше новых появится, 190, да, а старых 60 ненужных уже исчезнут. И вот посмотрите также, наверное, уже обратили внимание на перечень профессий, связанных с биологией. Здесь тоже сплошь и рядом информатика идет. И поэтому, это вот очень важно, что профессии развиваются на стыке, потому что порой, ну, любишь ты биологию, а может быть кто-то еще любит и математику. Как быть в таком случае? И вот такая вот интеграция разных профессий, слияние их в одну, позволит детям, ну, что ли, полнее реализовать свой потенциал. И сейчас речь у нас идет вот о цифровой экономике. Национальный проект «Цифровая экономика», он тесно связан со всеми другими национальными проектами. И вот мы здесь видим национальный проект образования. Это успех каждого ребенка, цифровая образовательная среда, современная школа. Все они так или иначе связаны с цифровизацией образовательного пространства. Идет формирование новой образовательной среды. И вот далее мы с вами видим, что все вот эти вот проекты национальные взаимосвязаны между собой, и это позволяет нам сделать вывод о том, что если мы будем выполнять эти проекты, то, наверное, действительно Россия войдет в топ-10 процветающих государств. И в соответствии с планом национального проекта образования в нашей республике идет наращивание новых субсидиарных центров. Это точка роста. Посмотрите, какая эволюция наблюдается, какой прогресс количественный в точках роста вот по всей республике. И к 2024 году точки роста будут открыты уже по всей республике и дойдут до Воркуты. Пока в Воркуте еще нет точек роста, но они будут. Будет расширяться во всех муниципалитетах вот эти вот новые центры. И далее развиваются более такие, что ли, технически емкие программы таких центров, как Центр цифрового образования IT-КУБ и школьный кванториум.
В итоге вот между этими, эти все центры, это не просто новые какие-то центры со своим оборудованием, со своими программами. Здесь нужно нам учитывать и устанавливать свои взаимосвязи между разными точками роста в пределах муниципалитета, между муниципалитетами, для того, чтобы сформировалось, как сейчас принято говорить, новое образовательное пространство, новый образовательный ландшафт, который будет устойчив и будет развиваться далее. Все эти центры направлены также на то, чтобы реализовывать не только общее образование, но и дополнительное образование. И в современных условиях очень важна интеграция общего образования и дополнительного, потому что общее образование, оно в основном дает базис, а дополнительное образование, которое сопровождается новым оснащением, новой материально-технической базой, оно позволит развить вот эти, те компетенции, которые сформированы в рамках школьной программы. Далее, все эти центры, все эти сущности новые, они могут стать также и базой для организации летнего отдыха. Это тоже одно из таких вот, новых направлений, когда мы рассматриваем дополнительное образование, не просто летний отдых, не просто как отдых какой-то от школы, но в соответствии с концепцией дополнительного образования, которая принята вот 1 апреля, так, этот летний отдых, он тоже рассматривается как часть дополнительного образования. И если в муниципалитете, где организуется отдых, есть эти точки роста, то нужно продумать также возможность о том, как же установить взаимосвязи между этими структурными единицами. И таким образом вообще вот дополнительное образование, оно чем отличается от общего? Оно тем, что дополнительное образование осуществляется в течение всего круглого года без перерыва на каникулы. Нужно сказать, что личностные результаты в части трудового воспитания заложены в обновленном государственном образовательном стандарте. И должно быть как раз вот и произойти осознание важности обучения на протяжении всей жизни. То есть, еще раз повторяю, выражение образования через всю жизнь. Также во всех обновленных программах учебных предметов в части личностные результаты трудового воспитания указано на то, что через предмет формируется интерес к практическому изучению профессий, связанных с учебными предметами. В программах, которые разработаны для точек роста, во всех программах прописаны личностные результаты, которые тоже связаны с трудовым воспитанием и с профессиональной ориентацией. И насколько эти личностные результаты, они запланированы в наших вообще рабочих программах, как отражены в конспектах мероприятий урочных или неурочных. Потому что порой иногда можно услышать о том, что меня педагог не ориентировал на какую-то профессию, а я, тем не менее, в этой профессии существую и добился каких-то хороших результатов. А может быть, так и посмотреть, что благодаря такой ненавязчивой деятельности педагога ты и добился таких высоких результатов в своей деятельности. Ну и в Республике Коми у нас действует региональный комплексный план по организационному сопровождению всех новых субсидиарных сущностей по ряду направлений. Это организация профориентационной деятельности, которая может реализовываться через сетевое взаимодействие и различные формы наставничества. Здесь хочется еще раз обратить ваше внимание на то, что каждый центр с инновационным оборудованием, он не должен функционировать сам по себе. Мы должны уметь устанавливать контакты друг с другом для того, чтобы полнее использовать эту новую образовательную среду на пользу обучающимся. Далее это организация
организация сетевого взаимодействия и организация наставничества. Вот к вам на практику педагогическую приходят студенты. Ведь можно рассмотреть такой вот формат наставничества, как студент-ученик. Ведь студент приходит в вашу, наверное, студент-выпускник вашей же школы, да? Он приходит к вам, и вы можете организовать наставничество вот именно в этой модели. А может быть, какие-то, вот сейчас рассказывала Надежда Леонидовна, что в техникуме какие-то студенты достигают успехов, да, можно организовать и такого же рода наставничество, да, что вот уже опытный студент, он наставляет своего первокурсника. И далее, конечно же, очень актуально устанавливать новые связи между образовательной организацией и предприятиями реального сектора экономики. Конечно, здесь очень много проблем пока у нас, но нужно пытаться что-то делать, ибо общение ученика с каким-то мастером какого-то производства, так, или это будет действительно реальное какое-то реальное предприятие промышленное, да, или это даже будет, тот же бухгалтер, например, да, то все равно общение со специалистом даст намного больше, чем просто изучение теоретических и практических каких-то основ, сидя в классе. И завершая свой доклад, я вот хочу обратить ваше внимание еще раз на то, что в Национальном центре образования все проекты федеральные, они должны быть взаимосвязаны. И сегодня нам расскажут о том, как работает Центр формирования ключевых компетенций ДНК научной коллаборации. Итак, если мы будем рассматривать профессионально ориентированную деятельность довольно-таки вот широко, будем рассматривать разные модели, механизмы, которые нам предлагала Марина Анатольевна, то в итоге мы будем говорить о том, что для ученика откроется не одна какая-то дорога, а ученик получит возможность идти по какой-то дороге, но с маленькими такими тропиночками в сторону, потому что это позволит тогда ученику раскрыть свои самые разнообразные наклонности, способности и быть мобильным в таких вот меняющихся жизненных условиях. Спасибо за внимание, мои контакты. Я приглашаю всех вообще педагогов, которые связаны или не связаны с точками роста, кванториумами, IT-кубами, взаимодействовать с Коми Республиканским институтом развития образования и делиться своим опытом, предлагать свои проекты. То есть можно не только рассказать о том, что я делаю, да, но можно выступить с проектом и продемонстрировать его на всю республику. Спасибо за внимание, я буду вас ждать. Господи. Ирина Дмитриевна, мы благодарим вас. Уважаемые коллеги, в рамках нашего хакатона предполагается разработка определенных проектных заданий, которые направлены вот как раз на реализацию возможностей интеграции ресурсов кванториума, точки роста, IT-куба в деятельность образовательных организаций. И после обеда Ирина Дмитриевна с вами продолжит работу. В рамках второго нашего семинара как раз наши коллеги представят уже те наработки, которые у них на данный момент реализованы. Да? И вы можете, изучив этот опыт, свои собственные наработки создать. А сейчас нашу работу нашего первого семинара продолжит Светлана Васильевна Смирнова, директор ключевого центра развития детей Дом научной коллаборации. Последнее наше выступление. Все в рамках программы. В 13:30 мы с вами должны будем завершить. В 14:30 начинается второй семинар. Час у вас на обед будет, коллеги. Пожалуйста, не переживайте. Светлана Васильевна, вам слово. Спасибо. Да, коллеги, добрый день всем. Я коротко постараюсь рассказать. У нас в республике создан пока что единственный центр, который называется Дом научной коллаборации ДНК имени Витязевой. Имя свое он получил по имени первой женщины-ректора, не только нашего Сыктывкарского университета, благодаря которой он во многом есть у нас, этот университет, да, но и это вообще была женщина первая
Советском Союзе первая женщина-ректор университета. Поэтому мы вдвойне гордимся этим событием. Доктор географических наук. Мы считаем себя в какой-то мере продолжателями ее дела. И у нас в ДНК, открытом в 2019 году, сейчас реализуются программы естественно-научной и технической специальности. Хотя в последнее время возрастает интерес и к специальностям гуманитарным. Но на этот счет мы пока еще только ведем работу. Ежегодно у нас обучается более 400 детей. Обучение бесплатное по сертификатам по ФДО. Значит, что здесь нужно сказать? Также у нас проходит большое количество мероприятий, ежегодный охват, как вот целевой показатель у нас составляет более 1500 детей. Что это за дети? Это дети, которые к нам приходят из школ, из системы профессионального образования, приходят к нам, чтобы увидеть, как работает наш центр. Очень желательно с нашей стороны мы делаем для этого все, чтобы дети заинтересовались и продолжили заниматься техническим творчеством или естественными науками. Значит, вот поскольку мое короткое выступление было заявлено как профессиональная ориентация школьников в условиях современного дополнительного образования, вот что бы здесь хотелось сказать, чем же оно отличается от той сильной модели доп. Образования, которая у нас была в советский период. К сожалению, во многом мы ее потеряли в результате и в ходе перестройки, да, и теперь мы пытаемся восстановить то образование, которое было очень практическим. И поэтому все наши программы реализуются безусловно практически. Да, у нас минимум теории, только вот в виде погружения, все остальное ребята у нас проходят на практике. Все обучение построено при помощи проектного метода, когда в течение учебного года, что у нас обучаются дети, первые 2-3 месяца они погружаются в ту систему, в которой пришли учиться, и в ту отрасль знаний, науки, погружаются. Затем каждый ребенок в рамках своего предмета выбирает, значит, свою идею, или она ему приходит, или совместно с преподавателем, или еще какими-то. У нас бывали очень разные ситуации, как это происходит с нашими ребятами. У них появляется идея проектного характера, которую к маю они должны воплотить и защитить. То есть это тоже, как вы понимаете, очень востребованные сегодня навыки. Дальше мы нацелены на выполнение реальных заказов, и в связи с этим, значит, мы плотно сотрудничаем не только с кафедрами университета, и, значит, ну, так скажем, наши школьники выполняют их задания, но и с другими образовательными организациями. У нас есть заказы от детских садов. Например, наши дети, пятиклассники, которые ходят к нам на урок технологии, они изготавливают свои разработанные собственные там лопатки, кормушки, шкатулочки, значит, которые затем передают в детские сады. Каждая лопатка содержит уникальный орнамент, нарисованный ребенком, вырезанный вручную или на ЧПУ станке. То есть от детского сада у нас идет взаимодействие и до системы профобразования. Мы благодарны тому опыту, который у нас есть, и вас также приглашаем в той части, в которой вы сможете присоединиться. Допустим, студенты педколледжа к нам приходят на практику. Это очень удачный, на наш взгляд, опыт, потому что дети, студенты, да, являясь, допустим, обучающимися первого курса, они уже другими глазами смотрят на школьников, которые занимаются у нас ДНК, выстраивают для них занятия, могут анализировать, обобщать и так далее. То есть получают свой первый педагогический опыт. Большое внимание у нас уделяется командной работе, и самое значительное внимание выискиванием, постоянному выискиванию новых проектных идей для наших обучающихся. Значит, мы стараемся делать так, чтобы их проекты, они соответствовали миру и интересам ребят. И вот, собственно, за счет комплекса этих мероприятий у нас и происходит профессиональная ориентация. Проекты, которые выполняют ребята, очень интересны. Например, в рамках того же проекта «Урок технология» в прошлом году поступил запрос от одной из наших кафедр нашим 8-классникам разработать приложение, которое
при наведении на ночное небо в северном полушарии, то есть находясь, например, у нас в Сыктывкаре, это приложение могло бы определять название созвездий. Вот наши обучающиеся с интересом включились в эту работу. Или по микробиологии. Значит, вот в прошлом году у нас был такой проект, когда наши семиклассники, обучающиеся ДНК, исследовали, как в условиях постоянно мигрирующего коронавируса развиваются в полости рта у человека разные другие микроорганизмы. Тоже, в общем-то, результаты этого исследования вошли в серьезный научный сборник, чему, собственно, дети были очень рады. Ну или вот такая история, когда один из обучающихся очень долго не мог найти свою идею. Как вы знаете, проект – это когда от идеи и до воплощения все делает сам проектировщик, да, при незначительной помощи наставника своего педагога. Никак нашему тоже семикласснику идея не приходила, пока родители не принесли домой для, значит, использования, желательного использования на даче 200-литровую пластиковую синюю бочку из-под каких-то там кормов. И ребенок увидел на этой бочке наклейку «Осторожно, опасно». И вот с ним случился, как говорят иностранцы, инсайт, ну или, как говорят наши российские педагоги, озарение. Ему пришла идея, что а действительно ли можно использовать эту бочку так, как планируют родители, то есть под сбор дождевой воды на даче и последующий полив их агрокультур. Проведя микробиологическое исследование при помощи тест-полосок, при помощи микроскопов, взятия проб самого пластика, ребенок пришел к выводу и сделал буклет, памятку для родителей дачников и их друзей, соседей по даче, о том, что такую бочку нельзя использовать под сбор и полив последующий, под сбор воды и полив. Можно использовать для хранения сыпучих, например, непищевых продуктов, например, дров или зимней одежды. Родители расстроились, но поскольку в памятке была очень подробная информация со всеми выкладками исследовательскими, что было обнаружено в результате исследования, в общем, они приняли объяснение своего семиклассника. И вот такие идеи мы постоянно стараемся находить не откуда-то там из книжек, допустим, да, из живой реальной жизни. И на этот счет также сотрудничаем с Академией юных талантов, с Московским Сириусом, где, вы знаете, тоже проекту уделяется сегодня огромное значение. И вот проект наших коми-школьников, да, в рамках, по крайней мере, больших вызовов, они оказываются всегда очень востребованы и заметны на уровне российского, значит, ну, всей России, да, то есть из разных регионов. Дети представляются очень хорошо в нашей республике. И, собственно, мы считаем, что так и должно быть. Дети уже сегодня, независимо от возраста, должны находить применение своим способностям, талантам, знаниям. И вот в этом ключе продолжаем нашу профориентационную работу. Также всех вас приглашаем к сотрудничеству. Абсолютно разнообразные формы мы здесь можем рассмотреть. И очное для тех организаций, которые существуют в ближайших районах или в городе Сыктывкаре. Ну, также и заочное у нас тоже есть такой опыт с разными районами, по мероприятиям, по другим формам сотрудничества. Все это приветствуется. Спасибо. Да, конечно, пожалуйста. Могу ответить только за ДНК, потому что представляю именно ДНК. У нас пока что есть опыт вот или мероприятий, но мероприятия у нас идут с погружением. То есть, допустим, к нам приходят учащиеся и проводят у нас от 1,5 часов до полудня. Значит, и занятия происходят таким образом, что они все у нас пробуют и делают самостоятельно, дети, которые пришли. То есть малые группы, например, человек 15, приходят к нам и, ну, в зависимости от возраста и их сферы интересов, мы им показываем, допустим, работу на анатомическом столе
И плюс даем, значит, огромное просто, можно сказать, честно, да, положа руку на сердце, количество измерительных медицинских приборов и инструментов, которые дети тоже друг другу пытаются, значит, померить давление, глазное дно, пульс, объем легких, ну и так далее, зрение, да. И все это происходит вот так, пока дети все инструменты у нас не опробируют, все вопросы не зададут педагогу, никто их не выгоняет, так скажем. Это не урок, но вот такой мастер-класс с погружением – это вот тоже чистая профориентация. К нам ходят несколько классов, более 200 человек на урок технологии. Это настоящий урок. Здесь мы с министерством, значит, Коми республиканским согласовали этот момент. Да, то есть к нам ребята приходят в учебное время на урок, который засчитывается им как урок. Если только вот такая форма. Пока что возможно. Но если будет запрос, мы будем развиваться под ваш запрос. То есть если вам нужен урок по анатомии, мы для вас его сделаем. Угу. По технологии, да, вот мы начали в 2019 году. Угу. Мы, наоборот, очень открыты, приглашаем всех ежегодно. Вот сейчас у нас тоже стартует набор на следующий учебный год. Если вам удобно приезжать к нам, заниматься на нашей материально-технической базе, пожалуйста, мы вам будем очень рады. К нам приезжают целыми классами дети. Мы находимся, у нас распределенная модель. Как вы знаете, у университета есть несколько корпусов. Наши естественные научники работают на Химбиле, наши, значит, учителя технологии за пединститутом, тот корпус, в котором, собственно, учились все учителя технологии. И несколько программ в главном корпусе университета у нас реализуются на Октябрьском 55. Спасибо. Спасибо. По поводу расписания. Оно сейчас уходит от той классической формы, которую мы с вами четко представляем. И в точках роста специально также создаются вот определенные такие вот зоны отдыха, зоны коворкинга. И учащиеся могут между уроками, да, когда они ожидают какое-то занятие, вот как раз вот побыть в этой зоне. И, наверное, вот кто знает точки роста, они у нас разной направленности. Это, естественно, научная и технологическая направленность. С другой стороны идет блок гуманитарной и цифровой направленности. То есть в одной школе нет сразу всех направлений. И для чего это создано? Создано для того, чтобы можно было бы и организовать сетевое взаимодействие между близлежащими школами. И состыковать расписание – это уже добрая воля директора, зауча по учебной работе и самого учителя-предметника, который хочет вот как раз вот реализовывать какие-то новые направления. Нужно вот по-новому смотреть на составление расписания. Да, это повлечет за собой, может быть, изменение там, движения автобусов, доставку детей, но все это решаемо. Наиболее трудно, например, решаемы там вопросы, я так понимаю, о доплате педагогам. Ну, если, например, у нас кванториум есть как самостоятельная организация, да, а кванториумы открываются как структуры дополнительного образования в пределах школы. И, Семен Валерьевич, что к вам в школу приходят новые учащиеся пока? Да. То есть вот, пожалуйста, Семен Валерьевич Третьяков, руководитель школьного кванториума гимназии Пушкина. Он может нам, может быть, даже рассказать во второй части нашего хакатона о том, как осуществляется. Или, например, IT-кубы. IT-кубы функционируют как самостоятельные структуры, как центры дополнительного образования, например, в Вильгарте, так и дети обучаются там, соответственно, исходя из всех там правил и законов дополнительного образования. А есть IT-кубы, которые работают внутри школы, как центры дополнительного образования. Вот, то есть, возможно, то есть всяких моделей, самых разных моделей очень много, их только нужно вот изучить, обсудить и внедрять в жизнь. Спасибо.
Спасибо, Ирина Дмитриевна. Итак, коллеги, мы видим, что действительно возможностей много. Как эти возможности использовать, это уже наша с вами задача продумать и постараться на практике реализовать. Коллеги, мы завершаем работу нашего первого методического семинара. Сейчас у нас перерыв до 14:30, и дальше мы продолжим о возможностях использования ресурсов точек роста, IT-кубов и кванториумов в реализации образовательных программ.
и кванториум, школьный кванториум. И в предыдущем своем выступлении о взаимосвязи новых субсидиарных сущностей, программ, которые они реализуют, есть, конечно же, необходимость и упомянуть о том, в чем заключается новый подход в содержании обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и предпрофессиональной подготовки обучающихся. Обратим внимание на то, что в соответствии с обновленными стандартами ряд предметов будут обучаться на углубленном уровне. К сожалению, это не технология. Так? Это информатика, это химия, физика, биология и математика. И причем углубленное изучение этих предметов начнется уже в основной образовательной школе, в то время как сейчас это происходит начиная с 10 класса. И в итоге в образовательной организации могут быть созданы как профильные классы, так и классы предпрофессиональной подготовки. В чем их особенность? В профильных классах предусмотрено углубленное изучение предметов, и эти предметы будут поддерживаться еще так называемыми элективными курсами, которые будут и без того уже расширять и углублять программу вот этих вот предметов. Какие здесь возможны взаимосвязи? В профильных классах возможны взаимосвязи между организациями высшего профессионального образования и среднего профессионального образования. А вот взаимосвязь с работодателем, что наиболее важно и актуально для организации профильной подготовки. Так, вот здесь вот такая вот взаимосвязь, она у меня обозначена пунктиром, и таким образом можно сделать вывод о том, что не всегда вот эта вот взаимосвязь будет прослеживаться, потому что в основном в профильных классах будет происходить, делаться акцент на академическое изучение предмета, которое будет приближаться к вузовскому предмету, к вузовскому содержанию, и практическое применение на уровне средней профессиональной организации. А вот если мы возьмем предпрофессиональные классы, так, то здесь уже четко прослеживается, как это видно, как это показано на слайде, взаимосвязь между и самой образовательной организациями, организациями профессионального образования и работодателя. И вот как раз сейчас акцент у нас делается на том, чтобы работодателя, то есть представителей различных организаций, которые обеспечивают промышленное производство или обеспечивают функционирование организаций культуры, искусства, спорта, так, привлекать в реализацию программ. И какие же у нас классы уже существуют? Ну вот, например, функционирует, например, в Ухте работает инженерный класс и IT-классы. Далее, широкой популярностью уже давно пользуются медицинские классы и психолого-педагогические классы. Психолого-педагогические классы сейчас у нас начнут опять вновь возрождаться, потому что это очень актуально на сегодняшний момент. И в рамках дополнительного кадетского образования по всей республике широко представлена сеть полицейских классов, классов так называемых пожарных классов и другие еще направления предпрофессиональной подготовки. И вот сейчас вы посмотрите проекты, которые были разработаны педагогами, которые конкретно работают в организациях, где функционируют точки роста. И значит, мы будем представлять их онлайн, дистанционно. Так, и первая презентация у нас посвящена деятельности педагогов из города Инты, это Беспалько Наркас Талгатовна. Так, пожалуйста, Александр Михайлович, включите нам эту презентацию, этот проект. Первый.
Да, сейчас сделаем. Года работает Центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», где кабинет информатики с открытием центра стал кабинетом формирования цифровых и гуманитарных компетенций. Ресурсы Центра «Точка роста» позволяют более успешно и эффективно способствовать формированию новых компьютерных и информационных компетенций, как через учебный предмет информатика, так и профессиональное обучение и дополнительное образование детей. Уроки информатики с этого года проходят в кабинете, оснащенном современной компьютерной техникой, удобной и красивой мебелью. Это, конечно же, мотивирует учащихся к изучению информатики и информационных технологий. Информатику в нашей школе дети изучают с 5 класса. В 5-6 классах реализуется пропедевтический курс, который подразумевает большое количество именно практических занятий. Учащиеся с удовольствием учатся создавать текстовые и графические документы, презентации, с интересом пробуют свои силы в создании алгоритмов для простых исполнителей. Уникальные технические возможности кабинета позволили выйти на более высокий уровень в освоении программного материала по информатике. Например, новые персональные компьютеры для каждого учащегося позволяют использовать современные, более сложные обучающие и развивающие компьютерные программы, осуществлять онлайн-зачеты, онлайн-проекты с использованием интернет-ресурсов и так далее. Приобретенные на уроках знания и умения ребята применяют во время работы над проектами по другим школьным предметам. Учащиеся старших классов используют возможности центра для решения своих собственных задач, для подготовки к урокам, при выполнении индивидуальных итоговых проектов, участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах. В Центре «Точка роста» проводятся не только уроки информатики. Локальная компьютерная сеть в кабинете и скоростной выход в интернет позволяют проводить любые уроки учебного плана, чем и пользуются многие учителя-предметники. Инфраструктура центра используется и во внеурочное время, как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогических работников, родительской общественности. В Центре «Точка роста» проходят вебинары с онлайн-участием учащихся и педагогов, проводятся родительские собрания и видеоконференции с использованием Zoom. В «Точке роста» реализуются программы дополнительного образования. Одна из таких программ – робототехника для учащихся 2-5 классов, непосредственно связанная и с поступившим оборудованием в рамках проекта. Направленность программы – научно-техническая. Использование Lego Veda 2.0 и Lego Mindstorms EV3 повышает мотивацию учащихся к обучению, так как при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусства и истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. Одновременно занятия Lego как нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования. Оборудование в рамках проекта «Точка роста» поступило, к сожалению, только в декабре 2020 года. Но, несмотря на это, в течение учебного года были реализованы некоторые программы внеурочной деятельности, такие как скретч-программирование, школьный квадрокоптер. Появление 3D-принтера вызвало большой интерес у учащихся старших классов, и сразу началась работа над индивидуальным итоговым проектом с использованием нового оборудования. С 2012 года в нашей школе реализуется программа профессионального обучения оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин. За 9 лет свою первую специальность приобрели 192 учащихся. Обучение по программе профессиональной подготовки по профессии оператора ЭВМ ориентировано на учащихся
уже имеющих знания по предмету информатика на уровне основного общего образования. В соответствии с перечнем профессий и специальностей, по которым осуществляется профессиональная подготовка в общеобразовательных учреждениях, на обучение по профессии оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин отводится 600 часов. Из них на теоретическое обучение 155 часов, производственное практическое обучение 445 часов. Кроме этого, из теоретической и практической части 6 часов отводится на консультации, подведение итогов, квалификационный экзамен. Часы, необходимые для профессиональной подготовки и присвоения соответствующего квалификационного разряда, формируются за счет времени, выделяемого Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования на предметные области математика и информатика, естественные науки – это учебный предмет физика, профильные учебные предметы, элективные курсы, реализуемые как в урочной, так и во внеурочной деятельности школы. Теоретическое обучение представлено общепрофессиональным и профессиональным циклами. В профессиональном цикле обучающиеся изучают программное обеспечение персонального компьютера, текстовый редактор Word, электронные таблицы Excel, базу данных Access, программу презентаций PowerPoint, средства публикаций Publisher и другие. В общепрофессиональный и профессиональный циклы программы включены лабораторно-практические работы, направленные на закрепление полученных знаний. Содержание лабораторно-практических работ разрабатывается преподавателями. Программой предусмотрено производственное практическое обучение, в процессе которого учащиеся овладевают клавиатурой персонального компьютера и выполняют работы с использованием стандартных компьютерных программ. В процессе практических занятий формируются четкие представления о функциональных обязанностях оператора ЭВМ. Обучение по программе сопровождается консультациями и подведением итогов. Для проведения практических занятий в рамках работы центра используются современные компьютеры с операционной системой Windows, комплексом прикладных программ Microsoft Office и свободно распространяемыми прикладными программами. Учебный план построен по модульному принципу. В каждом модуле предусмотрены часы, изучаемые учащимися за счет учебных предметов информатика, физика, обществознание, право, основы безопасности жизнедеятельности, за счет элективных курсов компьютерная графика, сайтостроение, мультимедийные технологии при выполнении индивидуальных итоговых проектов, применение Excel для экономических расчетов. Предусмотрены часы для самостоятельного изучения некоторых тем. Для самостоятельного изучения создан образовательный сайт на платформе Google. На этом сайте размещены теоретические материалы для изучения, полезные ссылки для учащихся, примеры выполнения проектных работ учащихся, тренажеры для самоконтроля, тесты для контроля освоения пройденных тем. Этим сайтом удобно пользоваться в режиме дистанционного обучения. Для производственной практики отводятся 92 часа. Практику учащиеся проходят на протяжении 2 учебных лет во внеурочное время, что позволяет гибко составлять график прохождения практики не в ущерб занятиям учащихся. Во время производственной практики учащиеся набирают тексты, выполняют расчеты в электронных таблицах, создают видео, презентации в помощь учителям и учащимся младших классов, участвуют в подготовке и проведении всевозможных мероприятий, конкурсов с использованием компьютерной техники и мультимедийных продуктов. Проводят акции для учащихся школы, уроки безопасности в сети интернет для младших школьников. Подводя итог вышесказанному, еще раз подчеркну, что использование ресурса Центра «Точка роста» позволяет нам делать занятия еще более практическими, интересными, инновационными, что повышает мотивацию учащихся к занятиям, а значит способствует более успешному и эффективному формированию новых компьютерных и информационных компетенций, как через учебный предмет информатика, так и профессиональное обучение и дополнительное образование детей. Добрый день, уважаемые коллеги. Как раз вот и рассказывалось о том, как можно использовать данные ресурсы при организации обучения по технологии.
А по обновленному ВГОС вот как раз учебный предмет технологии, он сейчас вот такой вот очень сложный, принципиально изменяется, модульный. И какие-либо вот такие вот фрагменты, которые вот сейчас вот мы вам показываем, проекты, да, они могут быть использованы и в вашей деятельности. Ну, а сейчас предоставляю слово Ермаковой Оксане Владимировне. Ермакова Оксана Владимировна, учитель технологии муниципального бюджетного образовательной организации «Вильгерская школа номер 2». Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Я смотрю, ворчите, все сердитесь. А что сердитесь? Давайте вернемся к уроку. Вот вы пришли, дети пришли, а вы говорите, сиди, пиши. А дети говорят, а что я должна писать? А говорите, а вы пишите. Да? И это наши коллеги, которые выше, чем мы по статусу, они нас пытаются чему-то учить. Сами учатся, и мы с вами учимся. Да? Поэтому знания лучше получать с улыбкой. В любом случае вы получили, вот, смотрите, сколько людей встретились, кто-то давно не виделся. Ну, это с годами, так сказать, да. Меня попросили перед вами выступить, я участвовала в очном конкурсе «Методическая разработка». В принципе, она написана была несколько лет назад, но поскольку функциональная грамотность появилось новое понятие, она очень хорошо подошла, и мы ее отправили на конкурс и заняли призовое место, так скажем. Ага. То есть мы понимаем, что в наших новых задачах мы должны развивать такие направления, как моделирование и проектирование. И, пожалуйста, продолжаем мы с вами. И я познакомлю вас с этой разработкой. Ага. Привыкла, что сама должна листать. Итак, понятна актуальность, да, и эта разработка может, в принципе, вам всем помочь в вашей работе. Она как минимум может дать основу. Я потом вот уйду, дам QR-коды. Это QR-коды на группу ВКонтакте «Учителей технологий» Сыктывдинского района. Но если вы присоединитесь, подадите заявку, я вас туда присоединю. И, в принципе, какие-то вопросы актуальные мы можем с вами решать вместе. Потому что практическая часть, понятно, что она наиболее сложная. Но здесь опять есть такой вопрос, как самообразование. Педагог, он, в принципе, человек, который должен образовываться и сам постигать какие-то азы. Ну, никто не вложит в нашу голову того, что мы сами пройдем пару раз. Ну, в данном случае здесь мы работали блоки понятно, программы понятны, да, обязательно условия любых разработок, это вы должны написать, что используете, какой блок программы, где она у вас применяется, задачи понятно. Это 2 часа, была практическая часть и теоретическая, их можно объединить, их может провести учитель, мужчина может провести учитель-женщина, если есть у вас условия. Если в ваших школах есть условия, такие как компьютерный класс, для вас это труда не составит. Если таких условий нет, вы можете работать с детьми отдаленно. То есть на уроке вы даете обзор программ, а дети это самостоятельно изучают эти программы дома. У них, поверьте на слово, очень все хорошо получается. А на урок они могут принести скриншот своего разработанного изделия и поделиться с вами. Итак, как начинается, допустим, этот урок? То есть мы проверяем домашнее задание. Изначально задание дали, чтобы дети ознакомились дома. Знаете такую технологию? Перевернутый класс называется. То есть дети дома просматривают все, а уже придя к вам на урок, они вам рассказывают. Вы расширяете их знания и тут же можете провести какое-то тестирование по пониманию этой темы. Многие темы сейчас в нашем предмете приходится изучать именно так, потому что даже в рамках класса не все учитель сейчас может дать, учитывая новые современные требования. А потом вы можете выкроить время на свои творческие проекты таким образом, да, то есть дать домашнее задание в таком формате, ребенок с удовольствием его сделает, им нравятся такие задания, а на уроке вы можете пилить, сверлить, там, дошить что-то. Ну и вот мне очень нравится, вы все смотрите телевизор, игра «Где логика», там по-разному они называются. Мне нравится в начале урока вставлять какие-то картинки. И дети начинают уже активную мозговую деятельность, то есть глядя на эти картинки, мы в принципе о чем должны сегодня говорить на уроке? То есть дети начинают говорить, вот
какие идеи им идут. Вы их обобщаете в кучку и говорите, будем делать то, 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 то. То есть в данном случае мы говорим сегодня, на сегодняшний момент, что технология предполагает объединение групп. Мы не делим гендер на девочек и мальчиков, мы можем их разделить вообще просто по списку, как на информатику делится, да, по интересам можем разделить, а не потому, что вот девочки вяжут, да, а мальчики строгают. Мы можем и... Но слава богу, что пока все остается, директора идут навстречу, и мы работаем вот в этом формате, пока в каком работали. А что будет завтра, мы не знаем. Поэтому радуйтесь, коллеги, что у вас есть работа, что у вас есть зарплата, что у вас есть дети, которые вас учат тоже чему-то новому, да? И в любом случае мы не безработные. Так вот, дизайн интерьера. Эта программа платная. Мы когда открыли точку роста, мы ее взяли, 1000 рублей одна программа стоит на год. Но недостаточно это. Хорошо платить за эту программу только на год. Поработали дети, изучили, в принципе, все, да? Поэтому есть онлайн-приложения бесплатные. У детей у всех они есть, они им владеют. И это можно, дизайн интерьера, 5 класс, допустим, у нас была тема 6 класс, планирование комнаты девочки-подростка или там что-то, что-то. Вы можете использовать и любую другую. Они моделируют такие помещения в 3D формате. Если говорить о технологической карте, да, то есть технологическая карта, она предполагает ваш план. То есть в технологической карте подробно не надо расписывать. Там главное указать деятельность на каждом этапе. Что вы делаете на каждом этапе? Тут краткая технологическая карта. Ну а мальчики, допустим, в данном случае у нас занимались Autodesk Fusion 360. Программа сложная, несложная. Сейчас есть онлайн-приложение, намного проще и интереснее. Tinkercad. Сейчас они в нем и развиваются. Соответственно, если у вас есть 3D-принтер, а у нас в школе он тоже один, как и у многих школ, да, и пока мы не достигли такого уровня, что у меня в кабинете вот 5 ноутбуков и 5 3D-принтеров, но, скорее всего, это будет, и скоро 3D-принтеры у вас у всех будут дома, как и телефон, как и телевизор. Ну, развиваются технологии, возможно, органы будут печатать и суставы, и зубы, и ногти, да, уже напечатаны 3D-принтерах. Поэтому это требование времени, а в данном случае они разработали логотип «Точку роста» и сделали на 3D-принтере. Получили новые знания, дети изучили новые понятия и контрольно-оценочная деятельность. Если говорить о практических моментах, часто мы бываем на уроках, очень огорчает то, что учитель забывает о контрольно-оценочной деятельности. То есть мы приходим на урок, мы от детей что-то требуем, но мы не даем им что? Требования, как получить отметку. Да, и многие учителя душат их двойками, а нынешних детей двойками душить бессмысленно, им пофиг. Ну, так они и говорят, да? Поэтому всегда контрольно-оценочная деятельность, в данном случае мы оценивали что? Умения, да? Умения, чему он умеет. То есть это у нас формирование как раз-таки какой-то тоже грамотности, именно регулятивные, познавательные, универсальные учебные действия. То есть это у меня не отметочки, а их умения. Умеет ли он себя оценивать, умеет ли он работать с программным обеспечением. Ну и если он все себе пятерочки поставил, то есть плюсики, то можно и 5 поставить за урок. Не жалко, как говорится, если ребенок работает. Ну и в данном случае эта разработка уже понятно, что предпрофессиональные пробы, кому-то нравится, кому-то не нравится, которые некоторые дети просто рисуют на бумаге и создают макеты в картоне, в клее, да, им больше это нравится, чем с компьютером. Но если говорить о точке роста, о возможности компьютерного моделирования. Все знают конкурсы «Школьный патент». Вот у нас делали лопасти для винта какого-то. Мальчики заняли 1 место в республике. Это вот мы делали зелененько, видите, это мы моделировали школьную площадку, выиграли народный бюджет 600 тысяч на развитие инфраструктуры школы. А это просто как бы мы визуализировали, да, не в программе, вот сначала разработали, потом все эти детальки распечатали. Это подарок на 8 марта и так далее, и так далее. То есть возможности есть. И дети могут с вами вместе, так сказать, топать в путь познания. Ну, в принципе, все. Ваши вопросы?
Правильно, все правильно. А для того, чтобы она купила, пишите заявки завхозу. По крайней мере, если мы что-то хотим, мы должны что-то требовать. Да, конечно, районы маленькие, города маленькие, не у всех есть такие возможности. У нас в школе 1200 детей, да, поэтому у нас обеспечение, конечно, больше. Это все понятно. А нет условий, о чем говорить. То технология, перевернутый класс. Дети дома изучают, вам рассказывают. Все, спасибо. Спасибо, Оксана Владимировна. Так, спасибо, Оксана Владимировна. Да. Так, ага. Так, хорошо. Так, ну что же, вот здесь вот как раз показано не просто, что дети могут, да, но мы догадываемся, что дети таким образом готовятся к приобретению каких-либо специальностей. Вот 3D-моделирование, есть инженер 3D-печати, инженер 3D-чернил, чего только нет. И вот 3D-моделирование, да, но тоже имеется, сейчас применяется и в области биологии. Так, следующий у нас вопрос. Следующий проект – это проект представления школьной телестудии, школьного телевидения. Так, да, школьное телевидение. Город Инта. Уважаемые коллеги, меня зовут Шабалина Наталья Сергеевна, я педагог-организатор гимназии номер 2, город Инта, Республика Коми. И сегодня я хотела бы поделиться своим опытом. Представляю вашему вниманию тему «Школьное телевидение как средство формирования функциональной и профессиональной компетентности учащихся. Практика организации дополнительного образования детей на базе центра «Точка роста». Приоритетным направлением государственной политики в области образования является творческая самореализация личности, которая сегодня невозможна без включения ребенка в сложный процесс развития цифровых технологий. В настоящее время среди основных направлений развития инновационной деятельности в школе владение ИКТ-компетентностью становится приоритетным. И ни для кого не секрет, что многие школьники владеют этой компетенцией очень хорошо. Поэтому в современных реалиях нашей жизни, когда очень активно развивается медиапространство, различные интернет-площадки, а также доступность интернета как быстрого и эффективного средства передачи информации, важно помнить, что одной из задач образования является формирование личности, способной читать, анализировать, оценивать и не только текст книг, но и медиатекст, заниматься медиатворчеством и усваивать новые знания посредством медиа. И как раз школьное телевидение – это то направление, которое направлено на развитие коммуникативной компетенции, которое включает в себя речевые, языковые, социокультурные, учебно-познавательные аспекты. Это возможность максимального раскрытия творческого потенциала учащихся. Хотела бы сразу отметить, что мы только начинаем погружаться в мир телевидения и работаем пока в узком сегменте, создаем видеоролики разной тематики. Но уже и на данном этапе есть результат и заинтересованность учащихся. Так, работа над созданием сюжетов позволяет ребятам проявить себя, попробовать свои силы в самом широком спектре человеческой деятельности, от гуманитарного до технического, показать публично результат своей работы. Каждый участник может стать автором и главным режиссером видеоролика, героем. Тематика сюжетов выбирается самими учащимися и зависит от их склонностей и интересов. Патриотические ролики, которые мы также используем в процессе обучения, показывая учащимся их на уроках мужества, социальной направленности, развлекательного характера. Гимназистам в начале пути рассказывается о журналистских профессиях, основах видеомонтажа, основах операторского мастерства, жанрах журналистики, усвоению основных теоретических понятий. Помогли нам образовательные блоки медиашколы РДШ. Дети имели возможность смотреть видеоуроки от профессионалов. И только потом наступает практический этап, на котором ребята уже пробуют на практике применять полученные знания. Сейчас хотела бы вам рассказать, как строится наша работа при создании видеоролика. Отмечу, что наш творческий коллектив состоит из учащихся 7-11 классов. В основном это ребята, которым интересна журналистика, литература, фотография, видео, и которые хотят попробовать себя в данном направлении. В силу огромного количества конкурсов не возникает вопроса, что снимать. Поэтому, выбрав тему, мы с ребятами используем метод мозгового штурма. Я думаю, что многим этот метод знаком, который помогает найти не только интересную идею, но и учит каждого взаимодействовать друг с другом и работать в команде, не бояться высказывать свои мысли, а также принимать идеи других ребят.
Они основываются на принципах взаимоуважения, принятия всех мнений к обсуждению. Следующий этап – продумывание сценария, написание синопсиса. Однако очень важен в создании видео и такой момент, как насмотренность. Поэтому мы перед написанием синопсиса собираем референсы по теме, обсуждаем и только потом уже приступаем к написанию и проработке детального расписывания плана. Крупный, средний, общий, движение камеры, сколько времени отводится на тот или иной кадр. После уже подготовка атрибутов и одежды, продумывание, кто будет в кадре. В общей сложности на саму съемку небольшого видео требуется 1 день, но на подготовку, продумывание, а после и монтирование фрагментов в единое видео уходит порядка 3-4 дней. Хотелось бы сразу отметить, что благодаря точке роста перед нами открываются новые возможности для реализации многих наших задач. Так, например, мы используем хромакей для создания видео поздравлений или интервью, а также студийный свет и камеры. Сейчас я хотела бы продемонстрировать небольшой видеоролик, который сделали наши дети, ребята социальной направленности. Готовый видеопродукт мы размещаем в социальной сети ВКонтакте в группе «Французская гимназия», а также в нашей группе РДШ. Наша группа – это школьная жизнь в самом широком смысле, своеобразная школьная летопись. Хотелось бы отметить еще, что в работу нашего медиацентра входит не только создание видеосюжетов, но и написание статей, интервью для нашей газеты fsha.ru, а также подготовка постов для группы. Наша газета 8-полосная, имеющая определенные рубрики, среди них слово директора, историческая справка. Группа и газета – это тоже прекрасное средство самореализации детей, своеобразный генератор и двигатель идей и творческих замыслов. Так как и при создании видео подобная практика оказывает влияние на развитие личности подростков, их творческих способностей, навыка устных и письменных публицистических выступлений. Во время работы над текстами репортажей о школьной жизни ребята совершенствуют и речевые навыки. При работе детей в медиацентре используются различные жанры журналистики, такие как интервью, репортаж, статья, обозрение, и потребность выразить свои мысли в устной и письменной форме у ребят происходит чаще. Поэтому у них возникает мотивация к успешному усвоению языковых компетенций. Еще одним из положительных влияний является приобретение учащимися позитивного социального опыта. Во время работы над текстами, интервью, репортажей о школьной жизни ребята совершенствуют речевые навыки. Жанр интервью требует и отличных коммуникативных способностей, ведь героем наших сюжетов являются не только сверстники ребят, но и учителя нашей гимназии. Давать самим интервью – это тоже своеобразный выход из зоны комфорта. Так, когда к нам приходил местный наш телеканал, корреспондент задавал вопросы ребятам, и они с легкостью выражали свои мысли на камеру. В дальнейших планах нашей студии школьного телевидения выпуск школьных новостей, в которых каждый ученик школы сможет рассказывать об интересном событии. Участники проекта – активисты, принимающие участие в разных конкурсах. Также являются они и активными волонтерами. Они сами выступают с предложениями, а также совершенствуют свое мастерство. Так, одна из участниц медиацентра решила связать свою жизнь с журналистикой, и сейчас она, пройдя конкурсный отбор, стала членом детской большой редакции РДШ Коми. Следовательно, работа в нашем медиацентре выполняет и профориентационную функцию, а также формирует положительную мотивацию к профессиям, особенно востребованным на сегодня в связи с активным внедрением информационно-коммуникационных технологий,
телеоператоры, тележурналисты, операторы видеомонтажа, корреспонденты, редакторы и сейчас новая профессия – контент-мейкер. Также важным результатом развития медиапространства можно считать создание творческого, стабильного коллектива. Достаточно компетентность учащихся в творческой деятельности, наличие у ребенка стремления реализовать себя и брать на себя инициативу. Самые активные юные журналисты учатся хорошо, с преобладающей оценкой «отлично», участвуют в конкурсах различной направленности. Таким образом, формируя ключевые компетенции учеников, мы готовим человека, имеющего активную жизненную и гражданскую позицию, умеющего работать в команде и профессионально выполнять свое дело. Данный проект дает возможность не только реализовать творческую возможность ребенка, но и помочь выбрать свою дорогу в жизни. И сейчас я вашему вниманию хотела бы представить еще один небольшой видеоролик. Гимназия. Самый обычный день необычных гимназистов. С чего же начинается день каждого ученика? Правильно, конечно, с уроков. Сочинения, теоремы, формулы. Да, поколение Z не иначе. Умеют, знают, делают. А вот и долгожданная перемена. Кто-то готовится к следующему уроку, а у некоторых есть время даже и на сон. Что только не приснится гимназистам в погоне за дополнительным временем и вечным вопросом: как же успеть сделать все и сразу? Ну что ж, бежим на следующий урок. Биология. Вот где можно почувствовать себя настоящим ученым. Ведь с помощью микроскопа взглянуть на то, что нас окружает, это так интересно. Как работает сердце и что находится внутри него? Ну как, есть еще те, кто не хочет на урок биологии? Уверены, что нет. В здоровом теле здоровый дух. Кажется, так говорят про занятия спортом. Гимназиста не напугаешь физкультурой на улице. Лыжи, палки, готово! Мастер-класс езды на лыжах покажет вам каждый гимназист. Идеальное завершение рабочей недели. И пусть скоротечно время, но мы точно знаем, что у тебя все получится. Набирайся сил, гимназист, и только вперед! Спасибо большое за внимание. Так, нужно пригласить к себе на уроки, показать, что вы делаете, да, расположить на своем сайте школы, в архиве и так далее. Взаимодействуем между собой. Ну хорошо, чтобы вам не было скучно, пожалуйста, послушаем учителя технологии из Средней общеобразовательной школы Визинга. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Розин Илья Владимирович. Я являюсь учителем технологий в Визинской школе. И сегодня я вам хочу рассказать тему, как развитие новых направлений в предметной области технология с использованием ресурсов точки роста. Центр образования технологической направленности точки роста создан с целью совершенствования условий для повышения качества образования, формирования у учеников критического мышления, совершенствования навыков учеников технологической направленности и так далее. Задачи центра – это реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам, разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, вовлечение учащихся в проектную деятельность и так далее. Предметная область технология осваивается через следующие предметы: информатика, технология и другие учебные предметы, как ОБЖ и так далее. Предметная область технология также может развиваться через внеурочную
и внутришкольную деятельность. По дополнительному образованию это центр точки роста и через профессиональную ориентацию учеников 9 класса. Новые направления в предметной области технологий – это как модуль робототехника. Он направлен на формирование таких умений, как конструировать и моделировать робототехнические системы, конструировать, программировать движущиеся модели и управлять ими в компьютерной среде. Профессии, которые могут развить через этот модуль, это инженер-робототехник, проектировщик детской робототехники, инженер-мехатроник и так далее. Следующий модуль – это автоматизированные системы. Он направлен на развитие профессиональных компетенций у обучающихся как проектирование автоматизированных систем и конструирование автоматизированных систем. Профессии, с которыми ученик может познакомиться, это инженер автоматизированных систем, IT-специалист и архитектор информационных систем и так далее. Следующий модуль – компьютерная графика и черчение. Он направлен на формирование таких умений, как выполнение эскизов, схем, чертежей с использованием чертежных инструментов или в среде автоматизированного проектирования. Также оформление конструкторской документации, также с использованием систем автоматизированного проектирования. Профессии, с которыми может ученик познакомиться, это инженер, конструктор, дизайнер и так далее. Следующий модуль – 3D-моделирование. Он направлен на формирование таких умений, как создание 3D-модели, использование программного обеспечения через графические редакторы, такие как Blender, Compass 3D, Fusion 360 и так далее. Изготовление прототипа с использованием технологического оборудования, 3D-принтер, лазерный гравер, лазерный выжигатель и так далее, а также модернизация прототипа. Профессии, с которыми ученик может познакомиться, это визуализатор, аниматор и моделер. Робототехника на уроках технологий осваивается через начальное создание простейших роботов. Ученики, впервые знакомившись с этой темой, они разбирают синий набор Lego Education и по схемам собирают наиболее простые модели, которые не требуют особых знаний и умений в области программирования. В дальнейшем ученики по робототехнике переходят на более сложный этап, как создание роботов с помощью конструктора Lego, который затем в дальнейшем они уже программируют на выполнение роботов определенных команд. Программирование роботов происходит через компьютер, компьютерные программы. Mindstorm Lego Education и Spike. Робототехника в рамках точки роста также осваивается через учеников не только среднего звена 5-9 класс, а также через начальную школу. Создание простейших роботов, модуль автоматизированной системы на уроках технологий направлен на развитие таких профессиональных компетенций, как разработка рисунка в графических редакторах, Paint 3D, Corel Draw и так далее. Затем разработанный рисунок ученики
переносят на заготовку из древесины, и лазерный выжигатель выжигает их рисунок. Предварительно ученики настраивают выжигатель, калибруют его, а затем переносят рисунок на готовую заготовку. Автоматизированной системы в рамках «Точка роста» представлен в виде квадрокоптера Телла, который представлен на вашем экране. То есть ученики начальной школы, а также примерно 5-6 классов, они начинают знакомство с этого маленького квадрокоптера, они изучают основы его сборки и основы пилотирования. Уже в дальнейшем, в более старших классах, мы с учениками начинаем знакомиться со шлемом виртуальной реальности. Ученики начинают со сборки шлема, подключения, настройки камер, калибровки и затем уже потихонечку погружаются в виртуальную среду. Шлем может применяться на занятиях по 3D-моделированию, инженерному дизайну, а также погрузить обучающихся практически в любую виртуальную среду. Модуль «Компьютерная графика» на уроках технологий. Он разрабатывает ученика такие профессиональные компетенции, как разработка чертежей в программах, разработка объемных деталей для в будущем 3D-печати и разработка эскизов деталей. Ученики начинают знакомство с программой Compass 3D, разрабатывают простые модели, затем переходят к более сложным объемным моделям. Модуль 3D-моделирования развивает такие профессиональные компетенции, как создание 3D-моделей в различных программах, а также печать этих 3D-моделей на 3D-принтере. Проведение занятий по технологии с использованием точки роста содействует формированию позитивного имиджа образовательной области технологий, повышает уровень мотивации обучающихся, а также позволяет ученику ознакомиться практически в реальном времени с некоторыми видами профессий. Спасибо за внимание. Конечно же, мы пока еще работаем только класс 6, 7, и в дальнейшем навыки будут усложняться и кооперироваться с другими направлениями и модулями. Так, ну а сейчас от технологий мы перейдем, естественно, в научную область, и предоставляется слово учителю биологии, так, Шорохову Юрию Васильевичу, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мой доклад «Формирование естественно-научной грамотности при изучении биологии как условие вхождения в мир профессии». В среднем профобразовании и высшем профобразовании уже больше 10 лет введено такое понятие, как компетенция. То есть любые работы, любые знания, которые приобретают ученики, студенты, да, они должны иметь какой-то прикладной характер. На сегодняшний день в школе, что-то не листает, долистать. Вот. На сегодняшний день
в школе мы пробуем и начинаем переходить от академической грамотности к функциональной грамотности, что максимально пытается погрузить наших учеников в мир будущей профессии, чтобы они могли выбрать осознанно, какую профессию в будущем они смогут приобрести. Так вот, функциональная грамотность позволяет смоделировать реальные жизненные ситуации. Она ориентирует на нелинейное мышление, конструируется на базе инновационных идей, и ученики осваивают систему предметных знаний как средство решения задач в реальных жизненных ситуациях. И для того, чтобы формировать естественно-научную грамотность, в своей работе я активно использую метод решения ситуационных задач и разноуровневых задач, в чем мне очень сильно помогает средства нашего кванториума. В Пушкинской гимназии у нас замечательный кванториум, огромное количество оборудования, которое мы используем и на уроках, и во внеурочной деятельности. Так вот, какой пример я часто привожу для понимания детей? Да? Вот это у нас лошадь. Как она происходила, когда это происходило, зачем, почему. С точки зрения биологии это очень такая уже избитая задача, все прекрасно знают, как на нее отвечать, но тут очень часто я ставлю такой вопрос. Каким образом человек узнал, что эволюция лошади происходила именно в этом порядке? Как это происходило? Как человек смог это узнать? При ответе на данный вопрос возникает у детей еще больше вопросов. Действительно, а как же это происходило? Каким образом дети смогли каким образом люди смогли сформировать представление о эволюции лошади? Так вот, отвечая на этот вопрос, мы знакомимся с такой наукой, как палеонтология. Мы изучаем методы палеонтологии. Мы понимаем, что методы могут быть разнообразные, методы могут простые, могут быть и сложные. И в результате изучения вот даже этой задачи мы можем сформировать не только функциональную грамотность, мы можем ребенка погрузить в целый ряд различного рода профессий, которые с точки зрения, в будущем ребенок может получить. Так вот, при создании задач на формирование естественно-научной грамотности необходимо моделировать реальную жизненную ситуацию. Причем при формировании вот этой ситуации мы учимся находить какие-то будущие профессиональные ситуации, способы их решения. Я долгое время проработал в системе СПО, и я знаю, когда дети приходят в профобразование, представления о будущей профессии у них довольно-таки абстрактные. Возникает очень много проблем, очень много трудностей в адаптации к будущей профессии. Поэтому формирование будущих профессиональных ситуаций в школе это очень-очень важно для того, чтобы ребенок сделал правильный выбор. Дальше, при составлении задач я использую в первую очередь это комплексный характер. И перед детьми представляю целый ряд профессиональных задач, которые они могут решить, используя уже свои знания и представляя себя в роли какого-либо профессионала. Но я с точки зрения биологии, и у меня профильные медицинские классы, химико-биологические, поэтому я больше к медицине склоняюсь и больше с медицинскими профессиями детей знакомлю. Вот сейчас чуть дальше я вам покажу. Также задания должны быть интегрированы, и интеграция, конечно же, в моем случае происходит в медицину, погружаю я их в будущие знания, которые они должны использовать в будущей своей профессии. И обязательно условие – это критическое мышление. Критическое мышление, чтобы они помогли посмотреть на ряд ситуаций с разных точек зрения и понять, действительно профессия им подходит, и, может быть, пока еще есть время, выбрать, может быть, другую профессию. Так вот, например, при подготовке к ЕГЭ по биологии
я преобразую ряд задач, и ученики попадают в ситуацию, когда они являются, в кавычках, конечно, врачами, да, и они не просто должны решить конкретную задачу, а они должны провести консультацию родителей, и мы имитируем такие ситуации, и сразу видно, человека получается, не получается, есть ли у него действительно возможность и желание участвовать в будущем вот в этой именно профессии, именно уметь общаться с людьми, да, то есть потому что решить эту задачу не так уж и трудно, а вот объяснить людям так, чтобы они поняли, что и как происходит, это уже другой вопрос. При подготовке к олимпиадам мы активно используем чтение профессиональных текстов. Причем текстов не адаптированных, текстов не из учебника, а текстов именно из научных журналов, с которыми я тоже детей знакомлю. Они понимают, что из себя представляет научный журнал, как он выглядит, какие термины в нем используются, возможно ли использовать, да, достаточно ли у них знаний и есть ли у них желание, да, повышать свой уровень для того, чтобы уметь воспользоваться, да, ими в будущей профессии. Потому что, сами понимаете, медицинская профессия, она непростая, и использовать свои знания они должны на все 100%. И главное, чтобы у них было желание. Ну и вот наш школьный кванториум. У нас есть целый ряд цифровых лабораторий. Цифровые лаборатории по общей биологии, по ботанике, по биохимии, по экологии, по физиологии, по анатомии человека. То есть мы можем с детьми на уроках вплоть до того, что научиться снимать кардиограмму, вплоть до того, что мы пользуемся различным оборудованием, которое позволяет изучать довольно-таки, как сказать, довольно-таки на серьезном уровне проводить уроки. И вот у нас микроскопическую технику мы осваиваем. И вот такая тоже задача. Мы представляем себя и врачами различных специальностей, да, потому что, как сказать, дети не всегда до конца понимают, что врач у нас каких специальностей бывает, и потом какие направления у врача могут быть. И вот, например, задача про анемию. Мы смотрим мазок крови, да? Ну, конечно, я тут чуть-чуть хитрю, не так просто детям увидеть разницу в мазке. Я им представляю два разных мазка, на котором четко видно отличие. В одном есть анемия, в другом анемии нет. Но они этого не знают, да? Они просто видят то, что на одном мазке больше клеток, на другом меньше. Соответственно, вот они уже и врачи, как будто бы и лаборанты. Но при этом они должны уметь сравнить предложенные образцы, но они не знают, в чем там, да, проблема. Дальше. Мы должны будем поработать с дополнительными источниками. У нас интернет, ну, как вы понимаете, конечно же, в каждом кабинете, и что позволяет критически, осмысленно подойти к разбору данной задачи, поиску информации в интернете. Причем уже информацию они должны получать с профессиональных сайтов. Дальше. И вот мы пытаемся определить, ответить на следующие вопросы. Почему любители речной рыбы должны обеспокоиться, если начнут замечать у себя признаки этой болезни? Да, то есть это уже необычный вопрос, и который опять же их погружает в, как сказать, в профессию. Предложите, обладатели какого из этих двух образцов будут чаще кусать комары, почему? Но это уже чуть-чуть немножко даже шуточно, да? И прокомментируйте, порекомендуйте продукты питания, которые лучшим образом будут способствовать скорейшему выздоровлению. То есть, опять же, дети должны будут проконсультировать, да, мы создаем ситуацию, когда они консультируют кого-то из своих друзей, одноклассников, в результате чего они понимают, смогут они это в будущей профессии сделать или не смогут, потому что, медицина это непросто, да? Вот замечательная задача, это мы с зубными пастами, я фотографию, к сожалению, что забыл представить. Зубные пасты мы смотрим, да, то есть это направление медицинское, это стоматология, да. Мы тоже рассматриваем такое заболевание, как флюороз, да. Флюороз это тяжелое заболевание, которое широко распространено в Европе, в России в том числе.
И мы вот рассматриваем, пытаемся определить друг у друга, какие же признаки флюороза у вас могут быть. То есть ребенок пробует пообщаться друг с другом, но это тоже, видите, непросто. Общаться друг с другом, осматривать друг друга, да, даже зубы посмотреть и выявить какие-то проблемные моменты, да. Дальше выяснить пример этого экологического заболевания. Что такое антропогенная средовая патология? То есть мы тут сразу становимся, опять же, врачами и выясняем, какие проблемы окружающей среды могут причинить урон человеку. Мы смотрим дальше зубные пасты, в которых рассматриваем содержание фтора. Да? Мы смотрим отчет водоканала, в котором мы видим, что содержание фтора в воде в городе Сыктывкаре и в пригороде, да, в принципе, максимально маленькая, да, и содержит доли процентов от необходимой дозы. Соответственно, дети начинают вывод и уже связывают теорию с практикой, да, и тоже хотят они этого или не хотят, интересно им это или не интересно, сразу же жизненная реальная ситуация, которая позволяет им выявить все эти, как сказать, разобраться в себе. Так вот, на уроках биологии, наверное, как и на любых других, с точки зрения дополнительных, да, каких-то, с точки зрения формирования естественно-научной грамотности, функциональной грамотности. Ну, про внеурочную деятельность я не рассказывал, у нас внеурочная деятельность тоже хорошо развита. И самое главное на сегодняшний день — это наш кванториум замечательный, который позволяет максимально приблизить к реальной жизни решение ситуационных задач по биологии, позволяет сформировать более полную естественно-научную грамотность и в том числе функциональную грамотность. Даже если они врачами не станут, они все равно смогут воспользоваться этими знаниями в будущей жизни, что позволит сформировать более полные представления о мире будущих профессий, в которые они могут окунуться. Все, на этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Юрий Васильевич. Вот как раз Юрий Васильевич показал нам, какими методами можно на любом предмете формировать образ специалиста. Спасибо, Юрий Васильевич. Спасибо. Ну вот я все-таки посмею все-таки напомнить некоторые приемы, которые используют в данном случае Юрий Васильевич. Итак, я еще раз повторяю, что вот на любом уроке нужно формировать образ специалиста. И вот здесь вот через решение различных учебных задач, через чтение специальной научной литературы, через работу со специальными профессиональными сайтами, через ситуации формирования вот таких вот, через формирование профессиональных ситуаций, так, Юрий Васильевич вводит учеников в такой вот мир сложных медицинских профессий. И, конечно же, вот его доклад, его выступление, является просто замечательным таким представлением, как нужно организовывать учебную деятельность, заменить медика на любого другого специалиста, и получится такой же прекрасный доклад. Ну, конечно, харизма у Юрия Васильевича своя особенная. И в завершении мы послушаем о том, значит, сообщение, как осуществляется профессионально ориентированная деятельность в средней общеобразовательной школе города Инты. Здесь тоже самые разные направления будут нам продемонстрированы. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема выступления – использование ресурсов точки роста для ранней профориентации школьников. Профориентация обучающихся – приоритетная государственная задача, закрепленная в национальном проекте образования. В настоящее время подготовка школьников к жизненному и профессиональному самоопределению остается актуальной социально-педагогической проблемой.
Вызовы 21 века предполагают, что будут востребованы высокомотивированные и высокообразованные специалисты в любой из областей науки и производства. Продуманная система ранней профориентации школьников способствует формированию таких специалистов. Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является обязательной частью гармоничного развития каждой личности. Профессиональное самоопределение осуществляется в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием школьников. Профориентационная работа интегрирована в образовательный процесс на всех уровнях обучения, осуществляется в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Таким образом, профориентация в школе является одним из важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и общества в целом. Профориентационная работа реализуется непосредственно во время учебно-воспитательного процесса, а также во внешкольной и внеурочной деятельности с учащимися и их родителями. В 2020 году на базе 10-й школы города Инты открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр «Точка роста» позволяет школьникам развивать свои способности, открывать в себе потенциал. У них есть уникальная возможность на практике реализовывать свои планы и двигаться дальше в большую жизнь, уже имея определенные навыки, приобретенные во время обучения. Центр расположен в 2 помещениях нашей школы и включает в себя следующие функциональные зоны. Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе по предметным областям технология, информатика, предназначенный для формирования обучающихся современных цифровых технологических и гуманитарных навыков, и кабинет проектных технологий, включая учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», шахматы, исследовательскую деятельность, а также зону коворкинга и медиатворчества. Работа нашего центра расширяет возможности для предоставления качественного, современного образования для школьников, помогает сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки. На уроках информатики, технологии и ОБЖ применяются современные информационные технологии, средства обучения, учебное оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы, которые служат повышению качества и доступности образования. Центр «Точка роста» призван помочь школьникам получить новые знания. Ребята, посещающие занятия, кружки в «Точке роста», отличаются более высоким уровнем владения технической терминологией, навыками прогнозирования, личностного общения. На площадке «Точка роста» задействовано большое количество детей из группы риска. Ребята увлечены конструированием, созданием различных проектов, командной работой, общением друг с другом. Мы, педагоги, всячески поддерживаем эти устремления ребят, ведь их заинтересованность может стать базой будущей профессии, хобби, увлечения на долгие годы. На базе «Точки роста» постоянно проходят мероприятия, учебные занятия, конференции, защита проектов, круглые столы. Здесь реализуются преподавание элективных курсов с 8 по 11 класс, система дополнительного образования с 1 по 11 класс, а также организуются встречи с представителями учреждений среднепрофессионального и высшего образования, участие в дистанционных семинарах и вебинарах, проведение тематических уроков, классных часов, организация встреч с людьми разных профессий, проведение совместных мероприятий с учреждениями и организациями. Проект «Билет в будущее» реализуется на базе центра с целью формирования осознанности и способности к выбору обучающимися профессиональной траектории. Наша школа является участником проекта «Билет в будущее» с 2018 года. Всего в проекте приняло участие 132 учащихся 6-11 классов. Проект реализуется в рамках плана мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта «Образование». Проект «Билет в будущее» нацелен на построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, профессиональными областями деятельности. Данный проект не выбирает профессию, а учит, как выбирать, помогает ребенку самостоятельно самоопределиться. Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития, важно знать себя, знать свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. Школьники принимают участие в профориентационных уроках, онлайн-тестированиях и профессиональных пробах. С 2020 года школа взяла совершенно новое направление в работе – открытие полицейского кадетского класса.
Часть теоретических и практических занятий по основам медицинских знаний и комплексной безопасности проходит в центре «Точка роста». Главной целью создания полицейского кадетского класса является создание особых условий реализации учебно-воспитательного процесса в социально-педагогическом пространстве учреждения для формирования образованной и воспитанной личности обучающегося на принципах гражданственности, патриотизма, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности и ранней профориентации на служение в правоохранительных органах. Программа кадетского класса рассчитана на 4 года, с 5 по 8 класс, разработана совместно с ОМВД России по городу Инте и включает следующие образовательные модули: основы медицинских знаний, общая военная подготовка, основы комплексной безопасности, общая физическая подготовка, этика и этикет, хореография, основы туризма. По окончанию учебного года для кадетов 8 класса проводятся учебные сборы, полевые занятия в рамках программы «Кадетский класс», являющихся продолжением образовательного процесса и имеющих целью проведение итоговой аттестации по программе кадетского класса. Продолжительность сборов – 3 дня в период школьных каникул. По итогам обучения в кадетском классе и прохождении учебных сборов кадетам выдаются свидетельства о результатах обучения в кадетском классе и предоставляется льготное право на поступление в кадетские полицейские училища или школу полиции. Открытие кадетского класса позволило повысить доступность кадетского образования и создать дополнительные условия в школе для организации и реализации ранней профориентации школьников, начиная с 5 класса. Сегодня у нас 2 кадетских класса, на следующий учебный год планируется открытие 3 класса. Реализация программы «Кадетский класс» позволяет не только в полной мере реализовать федеральные и государственные образовательные стандарты по формированию ключевых компетентностей, способствовать воспитанию патриотизма, преданности своему Отечеству, социальной активности, ответственности, нетерпимости к нарушениям норм морали и права, но и является эффективной формой ранней профориентации школьников, направленной на профессии правоохранительной и военной сфер деятельности. На базе школы сформированы дружина юных пожарных и юный инспектор движения. Детские объединения созданы не только в целях совершенствования системы обучения школьников мерам пожарной и дорожной безопасности, а также их профессиональной ориентации. На компьютерах, полученных в рамках цифровой образовательной среды, ребята отрабатывают теоретические сведения основ медицинских знаний, решают билеты по ПДД и пожарной безопасности. На практических занятиях учитель УБЖ Пономарев Иван Викторович со своими учениками, используя демонстрационное методическое пособие, в котором сымитированы разные по виду повреждения и травмы, осваивают приемы и методы оказания первой медицинской помощи. Современные манекены, имитаторы, тренажеры центра позволяют реализовать практические занятия по программе «Основы медицинских знаний». Некоторые ребята настолько увлечены процессом и работой в этой области, что подумывают связать свою судьбу с медициной. В рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования через Центр «Точка роста» реализуется технический кружок «Робототехника», шахматный клуб «Белая ладья», научно-исследовательская и проектная деятельность научного общества школьников, деятельность детских общественных организаций «Солнечный город», «ШАГ», РДШ, которые ориентированы не только на формирование надучебных компетенций, но в первую очередь на самопознание, самоопределение, в том числе и профессиональное. Еще одна особенность в работе по ранней профориентации школьников с использованием Центра «Точка роста» – это реализация программы производственного обучения «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». Ежегодно выпускники 11 классов получают свидетельство о профессиональной подготовке и по желанию уже могут устроиться на работу. За 9 лет свою первую специальность приобрели 193 учащихся. Раннее выявление интересов обучающихся, целенаправленная предпрофильная и профильная подготовка, профессиональной деятельности являются важными задачами профориентации, решение которых позволяет обеспечить подготовку востребованных специалистов, и использование ресурсов точки роста помогает нам, педагогам, в этой работе. Использование ресурсов Центра для ранней профориентации школьников эффективно, вариативно и результативно. Спасибо. Итак, вариативно. Итак, профессиональная ориентация учащихся на вариативные. Вот сейчас
вы получили такое уже достаточно полное представление о том, через какие формы, через какие модели можно осуществлять предпрофессиональную подготовку обучающихся и формировать ту среду, которая будет способствовать действительно ориентации учащихся в огромнейшем таком мире современных профессий. Я хочу только предложить вам потом в следующем быть более активными и присылать тоже свои проекты для того, чтобы затем принимать участие в семинарах и транслировать через вебинары в том числе. Сейчас нам предлагается 5 минут перерыва, перейти затем в свою рабочую зону. Я с вами продолжу работу над конструктором программы. Пожалуйста.